Баргидын сахалардан бастығы социалистическая юля героя Роман Иннокентьевич Константинов атынан амма ортос болатыгар тоғыруға мұстығы күдінан истіңнік ағадылайдақ болуқты. Бүгін бігеш қолаптыгар бір жора күніне ол күрдік. Экодуховный сетігі анамыд педагогтарға, итәчілерге, ұхиятчыларға, халаятчыларға Максимовская педагогическая ағылар анын аста. Бүгінге ұрынан әділілер 6 класс уалықтыра. Бихаха күнді ғылдыт болан, СССР атомной промышленныхын, онна металлургияды ветерана, техническая наука кандидата, профессор, Саха Республикатын Айылха Харыстабылын Туйгуна, Семен Андреевич Новгородов атынан премия лауреата, Чурапчыл уғын Болгурона Чагарна электерин мочотта халықтағы, республика бұд, кен туктаттыр, улуспут, нәхелекпет, кен туктаттыр, ұтық кехеті. Яган Горович, Максимов, бәйтінен келен оларыра, әлбәғі әдерде қанадла. Оннытын бұл тәрәхіммен үйде өгеске күбілуйдun ден тұрамын, микрофоны тұттарақын бағарабын, Осколовы директоргар Виктория Ивановна. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, дорогой наш Яган Егорович, уважаемые эксперты, гости. Разрешите поприветствовать вас от имени коллектива Амгинской средней школы имени Романа Иннокентьевича Константинова, первым из якутов, удостоившегося звания Герой социалистического труда. Уважаемый Яган Егорович, мы в прошлом году вам пообещали, что в нашей новой школе мы посвятим самое первое мероприятие, посвященное вам, вашему имени.
Немножко расскажу о школе. Наша школа распахнула свои двери 30 января этого года. Школа построена в очень короткий срок, в небольшие 2 года. И вот 30 января состоялось открытие. В нашей школе на сегодня обучаются 99 учащихся, 35 работников. Всего по школе 50 работников. Так, наша школа носит, как я говорила, носит имя первого героя соцтруда, коневода Романа Иннокентьевича Константинова. И также наша школа является агропрофилированной. У нас есть свое подсобное хозяйство. Наша школа обеспечивает весь Улус экологически чистой продукцией своей. Мы выращиваем капусту, картофель, обеспечиваем все образовательные учреждения Улуса. Так, и что еще? Сегодня собрались очень много гостей, много уважаемых гостей, экспертов. И всем вам я сегодня желаю плодотворной, успешной работы. Спасибо. Манна бихал отбон калла бихгина хилек бихалга Руслан Григорьевич Васильев кинеха микрофону туттарам. Үтөкүннен вастыбылак йоган көрүш, пет коллектив вастыбылак жыттар. Игнеттен барыгыдын бу Максимовский чтениеден арылыбытынан идидигистинник тузбайам апыттан оннан эхлек жалтатын адыттан эгерделебин көңүллән. Көчүктаанаттан бихи мындагайлар кен туттар жоннорбут албактар олар эстереттен бу йоган көрүш Максимов атына жарыттан онна күнбүгүн бихи аттыбыды хаджан күз көмө сөбе ама бола хаджары бихига хүдде алған уруллах тен канада аспыт сылыты бихи үле хыла боларын быгытынан үле жоннорго бардын анабы буллакпытына Виктория Ивановна хабытын күндүк үле жоннору жестамет бу Роман Иннокентьевич көстүкүнө басколодун тутулларынан эвестен үле хылыгар бардын ананыгдан келбиппит оннотон иде биттерин күндүк үшөө байды гыгыппытын тоқ бар тәрәһәннәр битигәр бардыгар бу Евгений Григорьевич Максимовтан курутын өрө тута онна атты хҗамы гыгыппытан алган онна бу практический конференция үтә арылар уга кәлбитнән кичик таны киһи берер онна то бу бәйтеннән оларыннара эксперт быгытнан гыттан онна биттен киһа хаяннаны кине төгүрүк остологар хҗамы кине өйүн санатын кине индики көрүтүн онна бу именно хака херигер хака жонуттан түрүттәк мындыр өйдәк киһибет бу эко духовностен өйдөбүлү арыйыта бу хүтә алган дириңис калганна өйдөбүл диханада ол буду кинигетин аталамын эме иккиде докторен актым тон хорох моменттер бар бер хедедиде болон эдөдүм бул олган баран тон киеденер моменттер кичик таны дириңис калганна киниге биттен хаяндааны диханада онна бу маннык өйдө ханалар жоннор бихи дойдуудуттан силистактара мутуктактара онна бихи дойдуудун курутун кен тутта тырлара кихе онтон толгуяр онна кен туттар ден. Оннотон Евгений Григорьевич кытык аспыт сылгаты юбилейгер бөх өтө өгөс тыллар атылыбыттыра быйылгы сылгаттон бихи как раз бу Роман Иннокентьевич көстүкүнө пет кинигете хагардылан быйыл хага келбиде бу Анна Николаевна иннике олорбут бахалык бу бартын хиппедак тоқтарын бартын хетерен бербитуга кийрен бу аяк экземплярдах киниге тасуудын Евгений Григорьевичке туттарапын көңүлөн онна эгерде хуруктах анан Евгений Григорьевич туттарапын туран киниге бербетин тон хамы лохан бай болган көбү мөйдө ханалар жонорго бу дойтун тугунан жороюбут тугунан өсө этерливи катылуу кинигене өсө түгүл алангын өсө эби билини көрөнден эреллах туттарбытын көңүллөр. Улустагы үйрек управлениятын атыттан тылы беребик
начальнигын халбуячытыгар Ираида Григорьевна Винокуровага. Добрый день, уважаемый Иоганн Егорович, уважаемые гости, участники, эксперты и коллектив Амгинской средней общеобразовательной школы имени Романа Иннокентьевича Константинова. От имени Управления образования Чурапчинского УЛУСа позвольте приветствовать вас с открытием наших педагогических чтений. Очень отрадно и волнительно, что в работе нашей конференции принимает участие уважаемый Иоганн Егорович. Иоганн Егорович – автор концепции эко-духовного возрождения России в сохранении биосферной колыбели жизни на Земле, сподвижник парадигмы природоцентристского понимания мира, кандидат технических наук, специалист атомных технологий, промышленной технологии и аналитической хроматографии, общественный деятель, почетный член Академии духовности Республики Саха-Якутия, член-корреспондент Международной славянской академии наук, образования, культуры и искусств, отличник охраны природы Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Балугурского, Чакырского наследов и Чурапчинского улуса и человек с очень большой жизненной энергией. Уважаемые коллеги, мы живем в быстро меняющемся мире. И вот тенденции развития российского образования, формирование модели современной школы требуют от нас, педагогов, профессиональной компетентности, вызовом времени и быстрой реакции происходящих изменений и умение верно определять те характеристики профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в ближайшем будущем. Мы сегодня будем говорить об эко-духовном воспитании детей и молодежи. И мы уверены, что затронутые нами вопросы вызовут отклик и какие-то решения через конструктивный диалог и сотрудничество. Желаю всем плодотворной творческой работы, успехов и многих-многих идей. Хигини ырыана нагаддали бэхэс класс öğrenençten Юннай Кириллова. Gülün gülünde gülüm odun güllerin, Göğen kuğu
kurulata ıllatan ürün tullu körünen yüle conu nimeren ilke sayiniye bitire çakçı ergibi kodu habın mumunan koyu bugu turaran sonu kurduk zirinen soğuru ükseten ilke sayiniye bitire çakçı ergibi ilke sayiniye bitire çakçı ergibi. Разрешите представить экспертов региональных максимовских педагогических чтений. Первая секция – экодуховное воспитание, опыт деятельности. Здесь будут работать Марьяна Алексеевна Моносытова, кандидат педагогических наук, деклан факультета дополнительного образования. Ермолаева Екатерина Николаевна, ветеран педагогического труда. Второй секции инновационные методы и технологии экологического образования. Здесь будут работать Луковцев Александр Дмитриевич, учитель географии Амгинская СОЖ имени Романа Никитьевича Константинова, и Кожурова Надежда Никитична, отличник образования. В третьей секции охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Здесь будут работать Артеменко Тарас Григорьевич, кандидат наук по физическому воспитанию, доцент кафедры естественных дисциплин. Соловьева Ирина Савична, кандидат педагогических наук, замдиректора по научной работе МБУ Черепчинская гимназия имени Макарова. И в секции экодуховность при преподавании предметов общественно-гуманитарного цикла будут работать Артеменко Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, декан высшего образования, Артемьев Николай Петрович, кандидат педагогических наук, главный специалист отдела общего образования и методического обеспечения управления образованием, Кириллина Людмила Егоровна, учитель русского языка, Черепчинская гимназия имени Макарова. Болдовская Фёкла Николаевна, учитель якутского языка и литературы, Черепчинская гимназия имени Макарова. Ага. От имени экспертов слово дается Марьяне Алексеевне Моносытовой. Добрый день, уважаемые участники первых региональных максимовских педагогических чтений. Я сама лично очень рада, что наконец-то сбывается мечта глубоко уважаемого нашего Иоганна Егоровича. Именно на его родной земле проводятся вот такие масштабные педагогические чтения. Давайте поздравим с этим историческим событием прежде всего Иоганна Егоровича, нашего уважаемого земляка. И я очень надеюсь, что именно с этой школы мы еще не раз услышим реализацию эко-духовной концепции подрастающего поколения. Именно с этой школы выйдут продолжатели концепции Иоганна Егоровича. Я знаю, какой эта школа была в далекие 90-е, в начале 2000-х. Я помню, до сих пор восхищаюсь идеей Николая Максимовича Сибирякова, когда школа была членом школ, 8 малокомплектных школ, которые чисто по-географически находились на берегу реки Амги. Вот это была очень смелая идея. Речь шла о сетевом образовании, когда это уже статья 15 ФЗ 273,
когда мы вообще понятия не имели, что такое сетевое образование, но люди, инноваторы Шраптинского ВУЗа это предвидели за 20 лет, воплотили эту идею с одной единственной целью улучшения качества образования. Они это сделали, и очень жаль, у меня до сих пор сердце болит за то, что вот эта площадка уже не работает. Я помню, какая здесь инновационная работа шла под руководством Николая Иннокентьевича Протодьяконова. Это была вообще крутая идея. И вот эту они вместе с Макаровым Егором Дмитриевичем начали экологическое воспитание школьников. Именно первыми в нашей республике. Их фамилии, их имена гремели не только на уровне нашей республики, но и на уровне России. Так что очень большая надежда на нового главу, выпускника нашей Чураптинской устной гимназии. Мы очень гордимся, когда где-то сидят наши выпускники, на новую администрацию, на директора Викторию Ивановну, что в этом новом здании появятся новые смелые идеи именно по реализации этой концепции. Очень хочется на это верить, на это надеяться. У меня все. И главное, сегодня всем на совещании экспертов дала установку о том, что 2 апреля проводится республиканский форум, именно посвященный реализации концепции экодуховного воспитания подрастающего поколения на базе Малой академии наук в Актемцах. Именно на этом форуме будут приняты предложения смелые, неординарные, нестандартные по реализации вот этого проекта на многие годы. И 3 апреля пройдут у нас парламентские слушания на уровне Ютумена, которые будут контролировать выполнение дорожной карты по реализации концепции экодуховного воспитания, автором которой является Еган Егорович Максимов. Так что, уважаемые участники первых педагогических чтений, вот это мероприятие уже будет в плане дорожной карты, да, Ираида Григорьевна? Это первые педагогические чтения округа Заречье. Вот это мероприятие мы очень постараемся, чтобы оно попало в дорожной карте Ютумена. Далее экспертам мы дали поручение о том, чтобы нам нужны смелые идеи, ваши предложения по реализации этой концепции. На это очень надеемся. У меня все. Спасибо. Спасибо, Мария Алексеевна. Халгы атын Аммарта сколаты коллективінің рахым барабын бе яха мындай имнен Александр Иванов мелодия тыгар, Василий Петров айыл тылларгар. Ол идене бу килбиттерин кенне манна турдактарына хайырбыт. Яган Егоровичка тыл бере. Манналлара. Дере онна тыл барар Яган Егорович Максимовка. Дорогие мои земляки, для меня сегодня самый счастливый день, что вы дойти до такого ощущения радости, солнечного счастья именно на родной земле.
Мен амма атамыттан күйдемелі күдәтеттен болуғыр боруттан өскәвит саха bu сахам дегеттен тейбитен 6-15 жыл болды. Онна bu кәлдім, өрі көсәвін. Онна хамай бастығы тылбыны тияппен бағалауын белден тұрар. Я хочу повторить слова поздравления с открытием нового каменного, значит, вечного здания Амгинской средней школы имени Романа Иннокентьевича Константинова. Мы сегодня будем много говорить и работать. Я просто вам хочу свое стихотворение, недавно написанное, которое я, по-моему, высылал даже, про мою родную Менкүйду. Ақтабын тоябын рақтан мәлжетін, амма маны тойын кәрекән Менкүйден. Ақпытар атта ән көк бәйіккер, оғысағымы үрията ғыр сәли кәмігер. Атақпар тұрбұтым ымақал асқа, алғығы тұқпұтым үра тұсқыл аяңға, ұрақ тұсқыл аяңға. Тымтыр түмәші үйеті, атарбыта ұралға, түй анал үйераққа, атам отын ұмата. Үркемнәк үйерағы жолған сетістім, күттабан үрдерге жолу ұғана тағыстым. Жекенін өйдәдім, айылқан күт омығым, белбі деметер көмнік үйлі сайды олығын. Мақтал таптал әнияқа, маны дойдым әғарда, мешел аммам береға, магнитар мүмкүйдім. Ayılala, alay sarı
Ütөбүнен мен атым Пермякова Виктория Ивановна ден Роман Кентьевич Константинова адынан Амарта школатын директорынан быйыл үлеләбдим тохсус сылыга барды. Онтон биһиге кен туттар киһибит, тумус туттар киһибит, Еган Егорович Максимов туунан тон истербит, билербит, элбах боллага ди. Хүрдяган кенен кен туттабыт. Эрдеки хылларга тон Еган Егорович келлана оскола хинен оолары гытта көпсүрүү кепсетиги болар эте. Онтон былыгын Еган Егорович төрөбүтэ агуан биэс сыллаах агуан биэс сааһын белитир улахан терээһиңэ кытта сылдьаммыт бу бииги улахан киибит аатынан каяандаганы кини идеятын олоққа киллерер туһуттан улахан терээһин ыытыахпыт диэн баһылтынан Руслан Григорьевичтен сүбэреспитпит. Оннотун бу быйыл кабыс саңа сколабыт аан бастыгы терээһинин эрбитогутуя тугаммыт Еган Егорович аатынан региональный Максимовской педагогической аагылары териктибит. Атын бу маннатын бу бүгүнкү аагыларга кыттаачы сүрдээгин кербиттер, араас идеялар, араас проекттер, элбэхтер. Онтон бу Еган Егорович идеятатын саха киһите, киһи киһите, ого киһиттен киһи булаатырыгар тун тугуламмыт идея булади. Онтон бу каһам багарар, канна багарар тун олоққо хити идеяны тутустахпытына кини этитин олоққо киллертахпытын үйнөр көрүүнебит Джон бола булаатыр боллактырыгы. Онтон бу күннәэ олоқты хүрдэ болған бухалаах ағылар, ұзылар, құралдар десін өтті. Атын бұл биге осколабыт 2-нче хүрбет етсі 90-ны отут күнгі анын оғыларға үйерменшілерге теретші арыйда. Туту 2 сыл ұстыда өтілігіна осколабыт сүрбе местелер комплексное развитие сельских территорий ден федеральной программанан өтілігіна 200 миллионден таққа сыналар. Туту объега болар, бұл проект бойынан территория барыта, ағанда сосколары болбадақ территория барыта оңылығына спортивный площадкалар, детская площадкалар, скелеттар, хынына хеттер, бұл үчігей біләғі государствотан тудан оларың үйребіт үрдік. И вторая секция – это у нас духовность при преподавании предметов общественно-гуманитарного цикла. Представляю Чорчинскую гимназию, кафедру естественно-научных дисциплин. И сегодня мы хотим представить вместе с Татьяной Николаевной Конишниковой нашу работу по формированию экологической культуры обучающихся. Я являюсь учителем биологии, Татьяна Николаевна – учителем химии с нашей гимназии. Значит, экологическая культура рассматривается как специфический способ оптимизации деятельности людей, имеющий целью гармонизации отношений человека с природой. Духовно-нравственная основа экологической культуры выражается в специфической форме связи природы и человека. Отношение человека к природе – это отношение к другим людям. Состояние природы, которое зависит от каждого человека, влияет на других людей, определяет оптимальность условий их существования. Таким образом, нравственность лежит в основе взаимоотношений в системе человек и природа. В условиях экологического кризиса большую роль в воспитании человека в духе гуманизма и формировании целостной личности, обладающей экологической культурой, играет экологическое образование, представляющее диалектическое единство познавательного и ценностного момента. Экологически культурная личность на базе экологических знаний и этической ответственности осваивает природную среду в целях создания оптимальных экологических условий. Исходя из этого, особую значимость в экологическом образовании приобретает формирование экологической грамотности. Персонажи, герои, не всегда отличающиеся душевностью и нравственной чистотой.
Детство – очень важный этап воспитания внимательного, чуткого, заботливого ребенка, способного познавать окружающий мир и себя в нем. Наша задача – формировать у детей нравственные чувства, воспитывать любовь и уважение к родине, родному краю, чувство гордости. Так, и широко применяется еще проектная деятельность. В нашей школе проводится звезда памяти, герой на груди у каждого. Это каждый год, День Победы. Так, ну, школьный музей, как я говорила, я говорю, что это форма волшебная машина времени. Здесь экспонаты. Иоганн Егорович Максимов, атомной промышленности, цветной металлургия ветерана, техническая наука кандидата, профессор, Саха Республикатын айылғатын қарыстығылын тойгуна, Семен Андреевич Новгородов атынан премия лауреаты, чурапчы луғын, мұндағайын әхілеген, чакыр нәхілеген бачоттағы уақтағы бүгін бейеқа үті қылжық болан келіхәджар. Биһиге скулатыган Максимовская ағы бола турар, онан биһиге скула хүрдәгән белемнәреннән Иоганн Егорович бәтин алма адама мөмкүде молекуләте чурапчы частицада онна саха сарыны болуын диен бәте этер туга чакчы ологор унулетигер барсары бит. Кене 1930 сыллакка чурапчы луғын чакыр нәхілегер. Әне мәкүйді алағығыр төрәбіді бит. Кене еді күрі қабырыз күйі олғы ден, кенелер бірге төрәбіт алтығылар әбіт, оны отчыларға ас туырылық болын бірге төрәбіт түрәк оқ бол бұттар. Онтан бәйді осколаға өріне керен барын кәнеге үйән әхілекке күйен тақсанлар, бәйді еті ақтығығыр етерінен ұлыс Бес осколатыгар керия хиджан өренен тыгынча 900 биһен агасыллаакка сүйбе саһыгар дерин орто осколатын битебит. Оны кини өрөкка талахар жанарда эдер киһи соғыру өрөкка туттарса барбыт. Так онтон кини бәтин үлетин камнаһын ааган көрөн баран манны кербис кемнерге араар эребит. Тыгынча 930 тыгынча 900 биһен агасыл bu üyerek beli kerçegedien, 1905 1995 yıl bu научный производственный ölüm kerçekleri diyen, 1995-2010 yıllar bu kerdiskenge haydı, doydu tohugar ülelerin kördörü, oloru, общественный üleden jarıklarını kemlere diyer. 2010 yıldan 2024 yılga diyeri bu bilgen personalne pensioner bıhıdınan beyabit üleleri bilhinlere doydutugar sergetiyer keleheccer keme. İti kurduk bihigi bir doydulak butunan onu sedek kistelen üyerekka üyerenen beyde atomne pромышленностька idetiyen bu uranı hitenen atomdan tutan atomne pромышленностьен тугун төрдүн төбөтүн бартын билер кehibit чакчы дагына bu итинник үлелер кеннилереттен айылка сатарыярын киһияхната манның мунтуярын көрөн бэйде эка духовнас өттүнен үлени камнаһы ыдаһы жеребит. Онотон bu слайда көстөрүнөн bu бэйдин туга төрүчүдүн этип bu yaka törevdün tohunan sivlenistire var. Bu manlıktın bu iyetin ata küne cıla sıllara çorapçıga törevde barıta yıllar jarmanda aydın var. Ondan bu моя судьба решилась до моего рождения дин. Эти бәйтін олағын үші бәті ғырытан кәпсиребет, bu жақшы
революция хагына, гражданский хәри хагына. Кайдактан гырахан олыққа олар бутун быкердис кемге киллерер. Туманнык кәпсиякка хәп, онна бәйті жүйел бағайы манны бәйті дабайын тақсыбыт дабандыры манны кетер. Мен жылым, мен дойдум, мен жием, мен жолым, мен доғыттырым, мен жылғам, мен жиылам, мен жиылам, мен жарыгым, мен жанырым, мен жоғырым, мен жолурум, мен дабаным, мен дойдум, мен жолум, мен дойдум ген. Төһө дағаны ырақ сылджен, үйереннер, өлеләдер, әлбәқсі тиіні хетістер дағаны дойды тұттан көріт өйі ханаты тәйбәдәғын бұ кені бәдін дабан дабай етігір көрі қастек қасып. Әтінер әбіт, оннаттың бұ кенегелеріттен бұйы Осколов музейгер мәмін үс кенегеде балылар. Бұ маны бәдіме білген әтін ағадды бұ мен өйі дабайын тақсығын көрдірір кенеге дейін. Оны маны бұ кенегеға бәдін бүгін автографын Осколаға қаллатты. Бейі Осколавыт тоғуанты таққағыл тоқта білелән кәлі. Бұл тоғуан сылығыр артығыр ер сетейге сердейір өрәппік қағата ден ұлыған ақты кенегетін тағар бұппыт. Бұл манна Иоганн Егорович Максимов бәйді 1900 ағуған ағы сыллаққа үйерәммет кемнерегер кемнерин тұғынан ақтыда бұл кенеге әле кейді. Оны бүгін біліме көндірді бүт. Сүрәктерін итиетінен біліге ұғый бұттыр еден очаларға үйерәппіт ұшыталарын тұғынан істің санатын, мақталын, бақтыдығар ақты бұтын келдерді бет. Жәті күрді көттім біліге бүгін Иоганн Егорович ғылымдағы айға бөлгітігер кәмбекінен кен тұттан тұран, күнжік тағаны ұлақан ученый эти чакчыдаганы мандык кистелен промышленность иин ис туун бартын билер ки бие дойдуктар келе жарыттан биеге кен туттамы тонна кенелетен камнахан биеге үчаттан бутугар олар бутугар таргата турук буттен этебит. Одно из направлений программы. Цель нашего проекта – это воспитание патриота через изучение истории своего наследия, знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся людей наследия и экскурсии по атласам и по историческим памятникам. Задача нашего проекта – это расширение представления детей о родном крае, развивать познавательную активность у детей и воспитать чувство патриотизма. В рамках нашего проекта мы в течение года проводим классные часы, где наши ученики с помощью учителей, родителей, а также дедушек и бабушек знакомятся с историей родного края и жизнью и творчеством выдающихся людей нашего наследия. Например, в 2022 году наши классные часы были посвящены переселению чарапчинского наследия. В 2023 году тематика была посвящена Афанасию Петровичу Илларионову. В этом году это наш юбиляр Иннокентий Гурьевич Тимофеев Теплоухов, наш выдающийся, да? А также мы используем авторскую настольную игру, которая называется «Хаверсы». С помощью этой игры дети в игровой форме знакомятся с историей и с выдающимися людьми нашего наследия. Наша игра состоит из 4 досок разного цвета, а также из 9 карточек для каждой доски с вопросами. Суть игры... Если ребенок, да, вот берет, читает, да? Так, нами проводятся разные музейные мероприятия. В
1963 году по инициативе Николая Васильевича Лукина в нашей школе создан краеведческий музей, где находится 720 экспонатов и бумажных материалов. Из них 80% материалов посвящены истории нашего наследия. Наш музейный руководитель Дьячковский Василий Васильевич, он проводит для детей экскурсии музейные, уроки проводит, а также ведет кружок юных исследователей для наших детей. И в летнее время мы работаем в лагере дневного пребывания, где нами организовываются экскурсии по Аласам на велосипедах. Да? Мы посещаем не только Аласы, там знакомимся с историей данного Аласа и с памятными мемориалами, которые стоят там. Это экскурсии, это походы и по близлежащим Аласам. Также в нашем наследии находятся памятники, и мы проводим экскурсии по памятникам для наших воспитанников лагеря. Результаты нашей работы за 2 года – это участие детей в разных научно-практических конференциях республиканского, улусного масштаба. И они занимают призовые места. А также в нашей школе есть стенд, который называется «Хаясултан Царигова Гурболька». Там есть вот такой кармашек, где посвящена переселению. И мы туда, как сказать, добавили материалы по переселению наших колхозов 3. Работали с документами из музея, все просканировали, по 3 колхозам распределили, и все материалы, которые есть, по QR-коду можно смотреть. Спасибо за внимание. Спасибо. Данный проект мир школа вот банку проекты. Ну, я здесь не вижу также соучастия детей в данном проекте. Вы организуете, вы все делаете, вы проводите, вы что-то там это самое учите чему-то, а дети что делают? Они просто посещают, смотрят и все, да? Это как видеопроект. Именно их вклад в вашем проекте. Kimler kulağına уже bile история наследия verenler arahanay ntaka kırtımına koluna bulunduğunu kolura harbi ortaklık ortaklığı Надо мне начальный класс был. Колбраки биге буланы буламы, бу слайды юбилейный даталарынан көрөмүн. Это колбра аңгастан көһөрү сылыгар аналар канды каласына барбыттарга бара хыттыбыт ол тумунан кенелер колбра көһөрүгө хыжыбыт ветерандарга билебелере калдар кылланды. Онда кийеннер билем анны устан ылбыт видеолара деген дигнен барта бар именно ол ону комуяннар анылана өз колхоз бар бутун өз колхоз жонун испиеген барта бирге жерде музейге ону биле канды колхоздун бар бутун бартын нардан биди барна опуттара онда илинен сурулук суруктар еңалырды ол ону каз бирге колхоз кейкенин оморунна буганда QR кодка барта угулача ол онна колобро ого үлеге эмне үлелендеги онтон булырымла уже Афанасий Петрович Илларионовтар аламында онна буллагана Илларионов дугунан мерети эмне алангар барахан кайны калас колорбуту иети нагаты историясын онна мекыттыны лахтыраги. Мероприятия вы проводите очень много мероприятий, но я как совет, да, после каждого мероприятия обязательно надо хотя бы провести опрос и надо составить дневник впечатлений ребенка.
هو بيلعب بتجرب من Молодой коренной хора, ага, именно что взял вот этот ученик, чего он научился, именно и любая работа, результативность получается. نهيك استوريتن دهب البترين بيه خبرتي أو نقول كمثلا نهي بلسنا سنة نخبطنا بيه عام استعمل يتوب تدور بلي تراس بيش تراس أبغى ينجي كنت نربي نربي سنة نربي ينجي كنت كنا أولورا بيجي بو proyect üyelerinde ikisi oldu. Bizi oyun bütün oldu. Yani $100 çünkü ben koydular. Ola bile. Ага, выдающиеся люди, школа, детсад, история наследия. Для младших школьников именно она не была. Спасибо большое, тоже хочу поблагодарить. Видно, работа колоссальная проведена. Дети младших классов, это вообще как бы со старшими легче всегда. Они самостоятельность проявляют, они вот какую-то инициативу. Вот, а младшие дети все время школьники. Все время где-то им надо влезть, куда-то там надо это, и их направить, тем более, если один, то есть полегче. А когда группой, то это понятно, как бы такой тяжело управляемый такой вот социальный объект. Поэтому большое спасибо, вот, что вы эту работу как бы провели, проводите. И хотел бы вас защитить, а то обязательно должны какой-то результат быть. Я должен сказать, что самый главный результат – это ножками пройти. Вот когда ты идешь, оно доходит быстрее. Когда тебе рассказывают, послушай 3 минуты и все, и уже мечтаешь и такое. А когда ты идешь до какой-то цели, и ты ее достиг, устал, вспотел, проголодался, это вот действительно такой вот как бы фактор, который глубоко засядет в сердце и в ум. Поэтому для деток такого возраста, мне кажется, это вот так с головой. Даже вот сегодняшние дети даже не знают вот свой наследник. Даже ближайшие для вас. А можете пройти, устать, это будет, это как фундамент бетонный, он такой раз, он это запомнит надолго. Спасибо большое. Так главное были буквалар төрдүгү дәфтәре дюжеһе бескәбән халлар уна Аллаһ вахан төрдүгүләхтә бигенә магырыйлар дип. Мен мәсәлән класстагы Onu da bu yıl bu olabilir ne dersin diyecekler. Terapeuter ona manna çöydü kutlarları. Эти лавр где чөйбай, именно лавр, где тохпарда хайванларди, сынна, рассол, именно. Он это классно лавр программа была. Чөйбай лавран пора, результативно, по каким критериям можно прослеживать. А то либо идти субботен. Ülelere bir Прионик скопылар уже. Онда уже результаты Третье направление это развитие интеллекта и познавательных способностей, культуры труда, развитие потребностей в образовании, постоянное пополнение своих знаний, расширение кругозора. Так, и результатом воспитательной работы будет повышение активности и ответственности родителя за развитие своего ребенка, удовлетворенность родителей учебно-воспитательной работой школы, сплоченный коллектив класса, эффективно действующая система воспитания на идеалах сотрудничества родителя и учителя, развитие коммуникативных, личностных, духовно-нравственных компетенций у учащихся, развитие осознанности и социализацию учащихся. Так, это направление. Так. Да, вот механизм взаимодействия родителей. Вот, нами были вот составлены такие вот программы, дорожная карта, по четвертям составлены, по направлению билеги, это, например, вот мероприятие, да, за учебный год.
керек, это вот традиционные мероприятия, школьные, устные, часть тут это. Да, ну и вот я вам представляла мониторинг, как делается мониторинг по направлениям. Анна Егоровна, по этой теме где-нибудь выступали? Этот проект я реализую уже 6 класса. Мой класс сейчас 10 класс, это получается он тоже 2019 года реализуется, и уже есть вот, мониторинги, вот разные диагностики, да, уровень воспитанности. Хорошо, только один вопрос. Как у вас там есть дети, мониторинг детей, состоящих на учете КДН? Ну, в 10 классе вот один есть, а до этого не было. Не было. Не было. Причина? Причина рождение без прав. Без прав. Ага. Ну, понятно, все причины. Подросток, купили мотоцикл, и я попался. У меня вопрос. У вас цель написано создание системы воспитательной работы. Это общее. Есть была а тема у вас называется Почему вот цель и тема ваша не совпадает? Ну, это... Там же есть таблица очень. Нет, цель. Оттуда уже у вас идет дальше теория. Цель, ну, создание системы воспитательной работы личности. По проекту хотя бы Üst taraftan diye bu gerek личности ребенка образовательного на основе. На самом деле могли бы добавить просто по проекту Üstteraf университета, да? И вот это, потому что, наверное, у вас направление какое? Учитель какого? Учитель английского языка. Английского языка. Педагогику очень хорошо прошли тогда. И тогда прошли, изучали научно-методическую деятельность в системе образования. Там научный аппарат тоже очень хороший. Пляска всегда идет вокруг темы. То, что в теме, это и есть цель. Просто глагол нужно было поставить, и все. Поэтому на научный аппарат, когда речь идет об участии на научно-практических конференциях, но это у нас педагогические чтения. Можно было обойтись и без научного аппарата, там объекты, предметы, исследования. На самом-то деле мне сам проект очень понравился, но есть маленькие вот эти нюансы, и то, что вот мониторинг ведется уже 4-й год, и уже старшие классы, 10 класс, и то, что, ну мы же знаем, что районный центр, 10 класс, и даже то обстоятельство, что один ученик из класса состоит на учете КДН, это тоже понятно. Ну, в общем-то, да, именно мониторинг. И у вас очень хорошие вот эти схемы, схемы 3, да? Как-то они могут быть связаны с Боркут, Салбынкут. Erkeği yürüyorlardı, diline dinlemedi, намел Ну да. Боркут, Еган Егорович не Боркутом на эти коллаборации. Есть вопросы еще, коллеги? Там был 6 классның алатын, білім 6 класста болады. Білім оларды еңбек жиһазда, но основной білім профильный по профильному образованию, профильной ориентации. Хорошо, спасибо. Игнатьева Лилия Николаевна, учитель технологии Аргентины, средней общеобразовательной школы КБТК Сикерцеля. Готовится Макарова Александра Николаевна,
ona konferensiya kutulaklara. Min Роман Кентьевич Константинов атынан Амбарт Осколотыда технология учителі атым Сенатова Евгения Николаевна. Докладым ата сақалы ис оңы идея соғыта. Сақа жана бұлар истерен ис күстен атылдар, күстен атылдар бұл тегеділері бұлбітча педақтар жақчы. Sıra сылба әстер күс оқ көлберге қара күшіккеде баралар күлете боларын көрі жағаян сүгіген әппік толыра боллаға дейін мандар әппік толынан бүгінгі дақыларқан сағалығы. Бұл үлем сылынан өбігі өгеген анығы чакка дерттейір. Үле солтата өбігі талынан кәлбіт тамастарын арағын, ордағын солтатын аннаған идағаларын біліп, онна кеңер әйгеға тарқатын дейір. Мен манның сорықтары тұрырдым. Сақа культуратын бәйім өретен барамын. Бұл анығы үтчатқа, анығы үтчаты кыргыттары кыз оны сақалы дуалақ ғана итерге өретен кәлдім. Онда күртіктақ сир ордарын, кейнер ара солталарын болғандаға ұрамын, кенелері өретерге қаятым. Әті өреттім. Мен болағына күртіктары Погощас дақпын неделіға үлді класска. Ол онда қолымыра тұғы программабын қаян бағыны программа бар алты чаға кендеріммен сақалы еге тұқтары әтіманы истенерге өретемінсі. Онда қолымыра арас панолары кыргыттарға қоматтарабын. Онда ол үлелердінен НПК-ларға, научно-практическай конференцияларға орудың бәнчі кыттамы туынды местелері. Әм бастықы үлебін мен қыз оға біле нар біле тұғы сеген қабағын қарыстыр қаттық тамас бәнчі дені тікпедім. Бастан бәйім деген көрбедім, ондан тіктер бедім. Бұғына бәнчі қыз оға туғалы рәбет, оны анығы бұғылан үшігердік тіктаққа қолыбыра кенені любой времяға тәуліқті тамыран тымныға кәтияқтарын сөпәбет. Бұлыр бейі өбігілер бет қаттық қарыс тамастары нар тіктелер әбет. Қолыбыра бәлетчі, систамаға, өтігі, күнен жетілік тамастары қаянда тіктелер әбетсе, ол ен анығыдықтан тіктақтарында қолыбыра кенелер оны қанда бағара дейтче әлжақтарын сөпәбет. Оны өмін жүгіні ара-ара өренелерге основном сүрін боқымтығын ұрамын. Бұл қолымыра аны болғана қолымыра бұл енігідер отан бұл жүгіста көрдіктер жемен көптіктақ сегінен теппет балуалар. Бұл балуалығы сүттен қалбаға кәпсейір. Манның көрдіққа өйді борыстой құрдық. Бұл балуалы деген баран, оға өйді қалбақ дискоғаны тұғу бардың білгенсі. Ол ен мен маннығы тіктіреді. Қолыбыра бейі ос қолыбыт Роман Кентьевич Константинов сақаттан бастығы жорой үлі героя болбудun belgedir. Sen bana körtüğüne ki sırası bırarak bitti. Ondan kini bolağına sut seri gömlerige manda balıktırın nasıl biliyor evet. Kötü kalbe bunun da gayrı elbette balıktan manlık açıktan olur gömlerge nah elbette kini öğrenir. O lim bolana bu balık tuğun oroydattım. Аны баланы оттурун мастырын нар сөйлüyor. Кене же қаны бұл мындая қочеті бар қаны бағарар тиген олық оттан мастан бұл сылқыларын аттаға дейін. Аны бұл кене чаңқы дейін аттаға дейін. Бұл төрүргер кене тулаяқ қалбы демесе, оны кене олық доғыр мастан отут сылы бұға битке ичері жүгдем. Бұл атын. Оны атын жүгінуге тиген айқын атан оғаға тіктет бітін, өрдәғын тіргеней
дианыбын бэм, уанна бу холобра жоройор уйдан кени мындагайбыт кен кочота бу манна ото махан көстөр. Бу барда кыбытыктак тигилен сигинен тигилебитсе. Оны дагынан бу бияка мындагайга кени Верховный Совет депутаты болан туран бастакы телевизоре, бастакы радионы турорсан бар үрдү күллә оду бияка калдыда. Оны дагынан бу манна бу бияка собут испит ора урут манна сокос менен такта барбы телеге өдөр эденер боланнар бу манна колобра пазив тумуста автобус заказта эбиле турорсан заказта мода турорсан оллагы ол оны бу уровна жөнүнөн ямайканатын орбуту оны бияка манна кысты кулдайга то булошны сыгыларты ол сыгка келе бияка булошны сыгы бели боллагына тогамин дойду бар бус тарбыт кепичелеринен тас дистар тутулу октагы ден бу мана турорсан тас дистар туттабыт ол дистар билеген мана үлөли тура сеп этинди курду колобра колобуттар сигинен огога төнү багара тектерге кашып сеп оны таанан бу колобра сакалды тагас болгон олар ийиндер жекергендерге кыстара колобра бейде модалар экти бирактарын кытта сакалы тагас каякта тикпите оны те бу модага колобра аныгы билин кыргыттар ола колбактары деген эрде бай бергенин үстөн бейелерди ол ген колобра сакалы быгылак манда булаттары тиктерен кедерди кашып маны колобра папушууну биле түрбө мадык анянан беертина кедерди кашып онно бу манда колобра мода арып бу болгона Чугуновская агыларга бастакы местелерде толуска энеге хаттыга үс местелер дадалар сеп бу сапсыга дегенне эме боробулан көрбүп бу сапсыганы калла булада актарбытым оны бу сапсыганы бейгеме өдөгөн чинчиен көрбүп колобра сылгы селитте сылгы кылыттан оны ус түтүттен алып оны бу манда колобра ыяанын ыян тайнан көрбүп маны махайдата хат салгыны түбө маны үскө кеяка маны берерин эме чинчиен көрбүп оны бу дагылаппын ларионов агыларга победитель лауреат болду. Онда мен класста хатым ол класс бобустанан барбыда онда мен бу класс каядагы сакалы тырнак сакалы өбөһө тутубактакы темен терапевтерге минемин балаларын иске үйрөтөмүн бу класс оголорбутуар бардыгар бир стиллер костюм тикпит бу костюмден болгона аксыз класскадагы жылыттара оголорун үрдө бирәдәттәхтәрдә онтан бул апыттарын кенне бу тока конкурстарга кыттан лауреат буламан болбуп оны таны апыттарын кенне бу сакалы тока атын костюмдиктер бит онан мен түбәпер әтәпен магарабын сакалы ди сатыр кысога билер дилләрне кене сакалы тырнак онан бейтин тугун üyelerge içeceğiz keyi olacak ancak olmasından daha iyi de olmaklarına kendiler bulmadan olak sütülecekleri bulama bu iyi istedikleri diyemin toka ben toktattım bağa sanalakım onunla anıgıdıktan tigiye ösüdağını ürünler kullanmaktım. Да, вопросы? Это вообще первый доклад, именно бяга бяга пилелер очень хорошо. Эко-духовность кем была уже было бы именно уже дедина я так крышу потом было духа тогда вот он я думаю хороший подработать надо. Мен нагар бу докладын эко-духовность онна үйрәктәген инвестициялар объективләштерү эветер эко-духовность онна бизнес теңге кыйын барытта. Отон бизнес теңге бу кыптыкта ис холобара туга үлетен хәл бак. Оголар боллана бу мана
жа хороголга кыжык ола кыжыгынан тапна сүрөгат жилдер. Аңарды деген хәннәр биле сүрөгат жактарын сө. Хөрдә огын биле бу мандар әкитне сүрдә огын биременеләр. Оны болана бизнес тиендер болана просто кырана иген оңоран диктери каһап кына маран бири карыскалларын арыгырат билеге. Се? Ата бу маны булаган панноларын отардыкка жете биле даглакка, она биле быстапка биле оны оғуға бәйтіге қалырдың ұрыққа, оны бұл аны қолыра кәдер қағысты ұрыққа. Ота бей жаспыд, ғарабағайы білемебін, қолығын әдейлер бейжері жаспы үшін. Бұл тұңғы маңдық үгітте наға сығалақ үледі, бұл аңғардашылығын үледі. Бұл сүйбетке хүбет өсілерге беймі ұшы бұлан оңын қайта үлелері, қайыры. Бұл оғылардың мұлады балаңға әжен өтерді балаңа тоғы негелер кеті әжен басты күн оға бағыр іздігәті күн, онтан еккіз негелер күз күндер бағалақтар келелерсі. Манна олана тоқтен. Именно бұл оғылы мандықтардыға қаянда түріпі чересін бір келе қанадеді. Түріпі мен бұл методически қолыра түріпі мен өйден надеді. Қолыра қанық тоқтар қайынсы. Ол ең бала түріпіттерге специально қолыра бұл мелка моторикалығы оғылы қайынларға бір өрекебен арғанық практически занятиялары оны тренинглері табы. Тасы, оны келерге қолыра бұл жерлерге дейін қолыра оғылығы біле тоқ Штрихи еңден тақтары барды тоғын үшөпіді шөпті тұттың ден. Оны ойдар, оғанны бәйдеттен қырақылар, берген қалас оғылар атын екіз қырақ. Специалитті білен кемекі материалы тақтатта, онты бәчәктәрді харамын ұлағының оқылары бәккелейді. Оны мәнді түнілер білмейді. Денемдік. Сос. Әміскен. Қараны осы. Тоқтары мәнді барлық бұнады. Уже тугар баран қалды дейді. Тәсі бұтырыптер кәпсәдімде, ондан бұл оғылығы кәне әттім, бұл маңна қолыбыра бейді туғаттыр, негелер бейді кәрі бір балағанына оғылығы қолыбыра ұйтабыд, ондан бұла, оны да хана қолырас қолар бір оғылығы күтті көрсебід. Оны бұл оғылығы имені бәйлейіне маңы бейс оны қачықтан оғылығы білелер бейді. Маңна адын оғылы әлер кәрілер, оны оғылы бәй-бәйлер күтті күтті шөйтігіне құдына бұл маңна сығын қалды бәй-бәйлер көмілгендерші. Я Амосова Федя Даниловна, педагог-психолог детского сада, Амосова Медаль. Цель моего выступления – дать информацию по теме использования приемов нейропсихологии в работе педагога-психолога в детском общеобразовательном учреждении. В последние годы резко возросло количество детей со снижением внимания, памяти, общей работоспособности, двигательной заторможенности или расторможенностью, эмоционально-волевыми проблемами, трудностями формирования пространственного представления речевых процессов. Это приводит к эмоциональному, личностному и когнитивному неготовности к обучению и социальному взаимодействию. Если в детском саду отклонение в познавательных процессах не очень заметно, то в школе проблема обучаемости стоит остро. Дети испытывают трудности в усвоении программы. В нашем детском саду мы целом на этого учебного года в работе психолога используем нейропсихологические игры и упражнения. Трудности при освоении программного материала возникают не из-за детской лени, а вследствие особенностей развития мозга современных детей. Такие дети имеют проблемы не только в речевом развитии, у них в той или иной степени нарушено внимание, память, восприятие, имеются проблемы с координацией, общей и мелкой моторикой. Чтобы помочь детям скорректировать имеющиеся нарушения, оправдано применение нейропсихологических методик. Всего у нас детей с ЛЗ, 6 из них в основном задержка речевого развития, в основном задержка речевого развития. Здоровья ребенка. В данное время очень насыщенно работает информационная технология.
Современные дети не обходятся без телефонов, планшетов, ноутбуков, поэтому обостряется неподвижный образ жизни. Исходя из этой ситуации, представляю вашему вниманию нашу работу по теме профилактика и коррекция плоскостопия у детей старшей группы в ДОУ посредством игр и упражнений. Актуальность нашего исследования, выбранная тема, является особо актуальной тем, что правильная осанка имеет огромное значение в жизни деятельности человека. Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. При плоскостопии, сопровождающемся уплотнением свода стоп, резко понижается опорная двигательная система. Функция ног изменяется, положение таза, становится трудно ходить ребенку. В период дошкольного возраста стопа находится в стадии интенсивного развития, и ее формирование не завершено. Научный аппарат исследования изложен в презентации. Позвольте сразу перейти к практическому части нашей работы. На основе исследования положена гипотеза о том, что процесс профилактики и коррекции плоскостопия у детей старшей группы средствами игр и упражнений будет эффективным. Үтө күнүнен мен атым Кампеева Айталина Станиславовна деймин. Роман Кентевич Константинов атынан Амморто сколадыгар нуча тылын уна литературатын учуталынан үлелибин. Бүгүн бияга кулун тутар хүрбэхетте күнүгер региональный Максимовские педчтениеден бола турар. Манна бияга опсая биогонтан такка кихикален үлеләде ол истеригер кыттачылар, учуталлар, дыса түлехеттере, эксперттар быт, управлениеттен специалисттар кәленнәр олық күстә бүле бара турар. Иоганн Егорович Максимов бәйті кәлен бияға ғылжат болы хыджар, бағаға кейі чырапчыға күруғылай столлан баран кәлбіттере, бүгін конференция ғытылда турар. Конференция бұд барыда 6 қайысқанан өлеләді. Қайысқалар тұстарынан әдір болақына маннық. Эко-духовное воспитание, опыт деятельности ден бастакы секция. Эти секция бұд инновационные методы и технологии экологического образования школьников ден. Үгі секция бұд охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Төрдү секция научное и школьное краеведение. Онна 6 секциялар естественно-математический цикл, онна общественно-гуманитарный циклларга ананналар. Бияқа экспертнан үлелі кәлілер Монасытова Марьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, Ермолаева Екатерина Николаевна, ветеран педагогического труда, Мария Егоровна Филиппова, кенеболлагана краевед, ветеран педагогического труда, Артеменко Тарас Григорьевич, кандидат наук по физическому воспитанию, доцент кафедры, Соловьева Ирина Савична, кандидат педагогических наук, Устава гимназия, заместитель директора, Кожурова Надежда Никитична, ветеран педагогического труда, Артеменко Лена Викторовна, кандидат педагогических наук, Артемьев Николай Петрович, кандидат педагогических наук, Кириллина Людмила Егоровна, высшая категория лавну чатлыну чутала, областная гимназия, Унна Болтовская Фёкла Николаевна, сахатылын уна литературатын учутала үлдік категориялах. Бұл күрдік үлі секцияларынан үлі бара тұрар. Балконтағы тейін мақтау. Бүгінгі күммен ғылжыда СССР атомной промышленного оннан металлургия ветерана, техническая наука кандидата, профессор Саха Республикатын Айлха Харыстабылын Туйгуна, Семен Андреевич Новгородов, атомной премия лауреата, Чурупчулуғын Болгурона Чакырны электрин бочотта ұқтауы, Максимов Иоганн Егорович каналлар істерінде бүгінге анан оңғылындағы. Ең тұттар өте жоғындығар анамыз серия хамай маңдайғы сағалағынынан болар. Онна иде инна коридордақпыт алын класстардан үхә дәске, ikisi дәске тақсыр коридорға, ол онна ұйыныға маны галерея күрді болуқта.
Олиһин бу стенде арылытынан тыл берекпин баарыбыт осколобут түмелин кахайкатыгар Российская Федерация Юралитин Бачоттан Олехетигер, Саха Республикатын Юралитин Туйгунгар Ольга Михайловна Борисова. Биеға мындағы айлық доқтырығыр коллективтігер бүгін ұлыған жұры күн болла. Евгений Егорович Максимов бәйді диен келі. Onun өсі түгіл әрділіге қайын. Бұл седағыделі бір дойдылақ бұл Евгений Егорович Максимов бәйді технический наука кандидата, ұлыған профессор, экологический үйректәйін концепциятын кая туппут. Уанна бу атомной промышленность уран курдук ырха металлы илитинен атаңынан тутан үлелен тын бу экологияга улахан тубу киттитине орорун бәдин өймейитинен билбит учуанайбыт кен туттар кихибитигер ото бүгүн бу анаммыт эти кен туттар жоннорбут кен серияга бастыкы страницанан киллердибит онон өсө түгүл агырделиэхайын бу сериялар биге тым бу осколабдыгар нехлетбитигер элбехүлөнө орбут сыраларын бербит жоннорбут бугурдук бир кирен ихтире ол курдук биһиэхэ бастыкы осколабыт осколабыт бастыкы директоре Матвей Дмитриевич Фомин, Роман Никентьевич Константинов, герой Романмы, Антон Николай Иннокентьевич Протодиаконов, эколог Учуталбы, оннаттан кен туттар ағадайды харити метрене Иван Михайлович Павлов, четик урду жонлар бутун биги маннык үйетитен олог серия, ытык жонлык кен серия проехала по бастыгы страницада. Там бұл страница билен туран бұл кине сетигилере олого бұл төрөбүтүн тугунан суругар сиге оны бәйте ологон устата дагаян таксыгыт восхождение даван ден тугун философиятын келердебит ол курдук ологор кини бәйтеден турар мин дойдум мин жием Min cem, min canım, min doktorum, min cılgam, min ciyalam, min cargım, min canırım, min joğurum, min julurum, min dabanım, min doydum jolum diye. Kayda kurduk dirimli geliler tıkları, Töhön ağanı bu 6 oyuncağıl ustata törəbi doyduqtan deyen kistelen sekretnay üleləbik ki öyüne hanatının doyduduttan olaq teybekke ıqsa bu olan hıcarın bu kini tıllarıga östörüler istebit buna ağabı dikka. Ondan ki halkı bu manna kiydiler kini ülelere наградалара. Онда бу аскы сырыга келе жарын Георгий Белоусов ден улаган корреспонденты кытты көрсөн кепсетпит. Но ологун үлетен бүтүннү кырдаппыт. Үлете кирде бу куяр кодунун кирин көрөпүтүнсө, онда бу манна бетин ита атымны үлага тугулелебитин эми дерсебит туга кирде. Онда аныгылы калыбына оңголунна ден этеби Оннан серия бастықы кенеге де арылуытынан өсі дегін әріндегі. Оннан халқы төгірік астауытын илән халан интергар микрофоны тұттарақын барымын бейгі алжыпытыгар педагогическая наука кандидата Марьяна Алексеевна Моносытоваға. Спасибо, уважаемый Евгений Егорович, уважаемые участники
первых педагогических чтений о Кыргызарете, посвященных философии эко-духовного воспитания подрастающего поколения Игана Егоровича Максимова. Итак, в первую очередь мы хотели бы послушать концепцию Игана Егоровича от его самого. Иган Егорович, пожалуйста, вам микрофон. Я, можно, сидя скажу. Я в этом году, в общем-то, в прошлом году отметил 85 лет в апреле месяце. Скоро в апреле год моего 80-летия завершается. И этот год я посвятил передаче своего опыта своим последователям, соратникам. И это дело удалось, моему счастью, около 10 активных точек развития этого учения по республике начало работать. В Якутске, Таткинском, Чуракчинском, Медино-Каракаласском, Улусах. И очень здесь, конечно, приветствую, что вы организовали такое мероприятие, и здесь собрались учителя, преподаватели школ. Я вас особенно приветствую. Вы, конечно, сегодня провели большую работу. Очень рад быть участником этого мероприятия. И несколько слов, конечно, скажу, что это такое. Семью едят, как говорят. Экодуховность – это новая философская категория. В 2008 году меня приглашали на кафедры ЮНЕСКО разработать новые образовательные технологии по этнопедагогике. Это была работа по гранту Евросоюза. И когда я стал работать над этой темой, вдруг, в общем-то, для меня самая главная проблема экологии всплыла, конечно. Как защитить нашу экологию? И я решил впервые повернуть миссию образования в сторону защиты экологии. Значит, логика такая. В конце концов, главный виновник ухудшения экологической ситуации в мире – человек. Потому что мы односторонне потребляем, разрушаем наш экодом, биосфера. Слово экология, вы знаете, эко – это дом, значит, наука о доме, но Эрнст Геккель, немецкий биолог, когда эту терминологию впервые начал употреблять, он еще расширял. Экология – это наука об экономике природы. К сожалению, вот эту вторую часть забыли. Наоборот, экономика развивается за счет природы, за счет разрушения природы. И до чего же довели это мы? Это целая история. Об этом я, конечно, могу отдельно говорить. Так, мы картинку будем смотреть, да? Или так, без картинок, короче, да? Значит, я работал в Грозной области промышленности и в то же время цветной металлургии, где встречается 74 элемента таблицы Менделеева. Так что двух гигантов индустрии я участвовал, так сказать, в промышленном разрушении окружающей среды. Но потом, как специалист промышленной экологии, я осознал, это один из первых инженеров, что мы натворили, что мы делаем. И в связи с этим у меня возникла задача, как, наоборот, это дело справить. И вот человек должен решить. Я вот там вывел формулу, очень простая формула. Состояние окружающей среды равно числители, человек, дитя природы, созидатель, вот, творец счастья. А вот общим для меня это человек, хозяин природы,
разрушитель. Вот вторая часть, общий знаменатель побеждает. Вот эта формула очень, так сказать, наглядно показывает роль человека. Поэтому я весь удар сделал так. Значит, изменить хозяина природы уже невозможно изменить в лице капиталистов просит. А методом перевоспитания, в смысле, не изменить. Значит, надо играть на изменении природы, внутренней природы подрастающего поколения. То есть отсюда возникла роль образования. Значит, образование может спасти природу. Вот сейчас в Западной Европе впервые ученые Римского клуба подняли тревогу в 18 году. Старый мир обречен, новый мир неизбежен. Что такое старый мир, это все понятно, а новый мир это тоже понятно. Кроме идеи социализма, коммунизма, доброго отношения между людьми найти трудно, справедливого отношения. И вот сегодня разразилось глобальное столкновение. Значит, человек сегодня одновременно конфликтует и с природой, и в обществе. В обществе идет война, с природой идет разрушение климата, аппарат климата, машина климата. А климат уже нас предупреждает, что уже терпение лопнуло, сигнал осилился. И вот все это произошло усиление после распада СССР. Особенно. Потому что здесь монополия капитализма, разрушение, конкурентное разрушение природы произошло. Теперь они забыли, вот в 1992 году стратегия устойчивого развития мира была. 170 государств согласились беречь природу и так далее. Как распался СССР, об этом забыли. Теперь осталось лозунг климатическая, международная, политическая работа проводится. Но я считаю, это проводится формально. Потому что для того, чтобы исправить свои ошибки, свои грехи с природой, надо собрать ресурсы, материальные, интеллектуальные, прочие ресурсы, чтобы нам как-то исправить. Еще успеем ли исправить? Вот в чем дело. Настолько натворили. Поэтому конфликт природы сейчас крайне обостренный. А наши политики продолжают говорить после распада СССР только на политические темы, социально-политический конфликт. И никто не говорит об экологии. Это меня, конечно, тревожит. Я чуть не единственный ученый, который поднял голос, надо защитить природу, потому что угроза природы намного выше. Хотя социальная, я как участник, теперь если два слова сказать о моих ядерных делах, я прошел специальную подготовку в рамках подготовки специалистов атомной промышленности. Мы догоняли тогда СССР по количеству ядерных боеголовок. И вот нас готовили специалистов, и мы работали с грозным ураном, делали вот начинки, если просто сказать, атомной бомбы. Притом надо было догнать Соединенные Штаты по количеству этих изделий. И я возглавлял бригаду из 20 человек уже после окончания института, специалистов, и непосредственно вклад вот, наращение количества бомб. То есть тот, кто изобрел это, один вопрос. А надо было количество увеличить. Вот это и есть создание ядерного щита. И вот наше поколение этот вопрос решило. Мы в 1978 году догнали один к одному. С тех пор мир уже стал. Поэтому я вам еще оставлю книгу. Я в связи с юбилеем издал 3 книги. Одна моя книга «Создание, как создавалась ядерная гарантия мира после войны». Моя вторая, фотоальбом. Вот там все рассказано об этом. Я эту книгу вам оставлю. Более того, в Мандагае у меня есть предложение. Вторая книга, вот якутская вышла книга, учебное пособие теперь.
к сожалению, мне некогда было и не помощь писать. Писать всем не будем мы вместе уже. То есть нас становится все больше и больше, так сказать, сторонников духовности. И мы скоро, если мне здоровье возраст позволит, следующая моя задача, наверное, надо учебник сделать, учебное пособие. Так? И третью книгу я написал большую, вот главная книга вот там показана, это как раз эколого-духовное восхождение. Моя 80-летию издал книгу, вот там синяя где-то, «Человек, идущий в небо», скульптура. Вот эта книга, обложка книга, вот это в Германии такая скульптура, человек, идущий в небо. Очень символизирует нашу веру, прочее. Этот скульптор-американец Джонни Боровский сделал в Америке, но, как говорил Америки, глупые не поняли, а немцы купили и поставили перед вокзалом вот этот памятник. Я взял как эпиграф этой книги. Вот эта книга называется «Ступени эколога духовного восхождения личности к идеалу высшего разума». Высший разум – ноосфера. Ноосфера с латинского переводится как «высший разум». То есть мы сейчас живем внизу в биосфере. Так. А биосфера, я еще школьникам, вы вместе будете начинать преподавать неправильное представление, глобус дает сегодня детям, что такое наша биосфера. Это целый урок будет. Вот в самом начале там я держу прозрачный глобус, потому что мы живем в высоте там 10 километров внизу еще можем условно 20-30 километров. Диаметр земного шара всего 12 тысяч километров. Если эти 30 километров, 1/400 часть. Если возьмете земной глобус, это будет 1/400 часть. То есть это тоненькая пленка. А это трудно представить. Мы всего-то занимаем по толщине земного и не бережем эту тоненькую, нежную оболочку. Вот когда вы будете учителям, школам отдельно на эту тему провести уроки биологии, патологии и прочее, это совсем другое понятие дает. Так, я, конечно, на многих деталях не могу остановиться, так? Вот это первый урок, который я предусмотрел. Ну, вы вспомнили книгу, еще была видеолекция целая там. Так, что же мне более спокойно сказать? Знаете, экодуховное слово объединяет два страшных слова. С одной стороны экология, то есть проблема это имеется. С другой стороны духовность. Мы сегодня живем, когда вот мы нарушили фундаментальное единство жизни. Единство материально-телесной и духовно-небесной. Вот духовно-небесную часть, материально-телесная часть, капитализм, затоптал, разрушил. Плюс с помощью техники, то есть вот это и называется обществом, технократическим обществом потребления. И вот поэтому, вот это самое главное сегодняшняя ситуация показывает. Так, значит, биосфера у нас превратилась в результате химическое загрязнение, разрушение окружающей среды в техносферу, биосфера. Теперь мы живем в обществе в условиях информационной войны. Это я условно назвал лжесферу. Это мы все понимаем. Именно живем в лжесфере сегодня. Именно глобальным масштабом. И третье, сам человек. Три сферы. Это вот я говорю три системы. Природа, человек, общество. Вот человек в середине. Окружающая среда, с одной стороны природа, с другой стороны общество. И вот человек держат вот такой сфере. Сам человек
последнее время он не только потребляет алкоголь, наркотики и прочее. Вся жизнь потребляем, вся пища химическая, все лекарства, добавки. То есть результаты, это я назвал условно алкосферы. Вот представьте себе, человек зажат вот в 3 средах вот такого качества. Это я называю ловушкой экологического самоубийства. Вот самая главная проблема вот это. Меня никто к этому не возражает, все говорят, правильно трактуешь и так далее. Но это один из главных показателей натуральности. Вот когда вы будете обучать это по экодуховности, значит, вот это наглядное пособие очень такое. Теперь слово экодуховность. Вот назвал с одной стороны, значит, экология, с другой стороны духовность. Объединяем. Эффект синергизма дает нам, наоборот, путь спасения вот этой проблемы. По-якутски, значит, основное внимание, вот сегодня я был на секции, там о связи, о языке, роли языка говорили, и в то же время очень сильно хорошо отметили, правильно, что язык — это наша связь с природой. Так? Теперь деревья — это наша связь с природой, первичная связь. Как только стали разрушать колхозно-совхозный строй, стали разрушать нашу живую связь с природой. Сейчас живем в каменных джунглях. Ничего хорошего там нет. Мне самый жалкий город страны — это Москва. Для меня. Каменные джунгли. Поэтому наше экодуховное слово, оно, главное, сущность — это укрепление, восстановление исходной пуповидной связи человека с природой или, наоборот, восстановление нарушенной связи. Об этом сегодня на секции говорили, и там теперь нынче год матери, так, об этом вы тоже говорили. Вот у меня где-то с собой есть, на днях Кыме вышла моя большущая статья, и вторая еще выйдет. Я написал про, вы найдете в Кыме, посвященный году семьи. Что такое семья? Семья. Детям мы тоже расшифровываем. Так, семья. Откуда семья берется, если подумать? Семья. Там человек рождается, семья рождается из 2 пар, да? Папа, мама. Папа, мама откуда берется? Тоже пар. И если посчитаешь, именно из 6 я появляюсь 7. Это очень интересно ребятам, когда выясняют. Они же всегда любят что-то оригинальное. Вот так и выясняешь. Теперь я говорю, вот семья. Теперь человек приходит, еще один момент хочу отметить вам. Человек, вот когда мы объясняем, как же наш безграмотный, без всякого вооружения, прочее, наши 3 миллиона квадратных суровой земли нам освоили, передали, да еще воспели этот опыт видео против узора. Вот откуда они, наши предки, таким обладают. Вот я об это объяснение нашел так. Человек обладает 2 ипостасями, 2 видами ума. Первый ум, вот собой, мозговой ум, телесный ум, и второй ум — это сердечный, интуитивный ум. Так вот, наш мозговой ум работает только трехмерным измерением. Детектирует с помощью 5 органов чувств. Вот зрение, там, слух, прочее. И видит только трехмерный, площадь и объем. Даже далека на планете все смотрим все равно трехмерно. Этот уровень науки называлась вот механикой Ньютона, физикой Эвклидовой геометрии. И эта область земная жизнь наша, окружающая реальность. Так вот, теперь я перехожу к принципиальному отличию экодуховности от другого. Фугос
там записано главное требование. Мы воспитываем главное требование в общем, ребят высокой экологической культуры. Это записано в ГОСе, главное требование. Мы воспитали, конечно, достаточное количество культурных людей. А толку есть, экологию не защитили, ответ негативный. Так, вообще культура не очень хорошее слово, между нами говоря. Так вот, мы экодуховности предлагаем требования в ГОС поднять на уровень духовности, экологической духовности. Вот оттуда появилось наше слово экодуховность. А духовность это многомерное понятие, квантовое понятие. Вот 4 меры, или 5, 6, 7, уже невозможно это видеть 5 органами чувств. Это мы можем понять только с помощью образов, математических формул, символов. Вот это и есть квантовое мышление, многомерное мышление. Так вот, пора школу. А мы в самом деле реально уже живем в виртуальном мире. Вот эта вся техника работает на принципе квантового многомерного мышления. Поэтому, когда некоторые, инерция мышления очень сильная, некоторые не очень понимают, даже начинают спорить, как же так ты покушаешься на государство. В том-то и беда, российская наука отстает, потому что застряла на болоте этой культуры. Надо поднять выше, хотя мы уже реально практически живем в виртуальном мире. Это место, где это самое главное отличие нашей экодуховности учения, массового учения. Вот, еще хочу сказать вот что. Я начал с семьи. Семья – это я. Значит, в семье происходит один очень интересный процесс. Мы маленького ребенка, значит, пуповину срезали, значит, космический фал ребенка мы нарушили. С этого времени начинается весь негативный эффект утери связи человека с природой. Где этот процесс называется биологический индивид начинает превращаться в социальные личности. Это вы называете все вы работники, социальные работники страны. Так вот, я начал говорить, что ребенок приходит с открытым родничком. Так, это космический ребенок к нам рождается. Прямая связь, квантовое мышление. А мы что делаем? Дальше эта социализация вся портится, вся. А вот наука начинает об этом думать. Надо, поэтому у меня четырехступенчатое восхождение, алгоритм подъема разрисован вот тут. Так, вот этого квантового перехода. 4 ступени я рисовал. Первая ступень там закладка природно-этноментальных задатков. Так сформулировал я. То есть это что такое? Это то, что дает родная природа. Хочешь, не хочешь, дает природа. Это то, что дает традиции предков. Это то, что дает твоя этнокультура. И ты заряжаешься как аккумулятор, богато, мощно. Так вот, экодуховность очень сильно защищает. Этот вопрос есть главный вопрос этнопедагогики. С чего начинается Родина, вместо этого говорим, с чего начинается интеллектуальный личность. Начинается закладка природы. Теперь аттестат зрелости выручаем. Говорим, вы уже зрелые, до свидания. На произвол судьбы дальше кидаем. А экодуховность сейчас к этому подходит по-другому. Надо вместе с аттестатом зрелости выручать своего рода наставление, благопожелание, алгыс, что их... То есть самый главный вопрос детям, прежде чем идти дальше учиться после школы, надо их психологически подготовить к этому. Самая главная там тема – это ваше богатство, природный талант, это вот природные ментальные задатки, которые. А ведь, когда мы отправляем просто так аттестат зрелости вручить,
ничего не понимая, они идут, и вот это главное богатство начинает. А если мы вскроем, сообщим об этом, предупредим, социальный урок проведем, так, мы со временем, мы вместе с вами, мы уже вместе с Куддаваном, давайте придумаем, как сформулировать вот эти свои кодекс будущего, чтобы выпускника, отправляя, как самоуправлять судьбой. Так вот, я отличаюсь тем, что у меня была очень тяжелая жизнь, судьба. Я начинал именно вот Минкюте, отсюда 10 километров. Моя держал Хотона Лучина Тымтык. Вот вчера очень меня символично встретили именно с свечами. Это меня очень понравилось. То есть я, оказывается, Лучина Тымтык. Есть якутская шикарная пословица. С помощью лучины невозможно увидеть будущее, перспективу. Светом лучины это уже невозможно. Так вот, экодуховность один из самых главных принципов. Мы должны научить детей самоуправлять судьбой, то есть целеполагание и так далее, сохранение природных ментальных задатков. И вот это формула задатков. Вот это есть наша основная работа по экодуховности. То есть не просто мы, так сказать, провозглашаем, а именно готовы. Там вторая ступень есть, третья ступень, четвертая. Вторая ступень – профессиональная подготовка вся жизнь. Человек получает профессию, становится семьей. В общем, вся жизнь людей. Вторая интеллектуальное профессиональное восхождение у меня нарисовано это до пенсии. Первая, вторая ступень – это уровень культуры. Дальше идет уже духовное совершенство, самосовершенствование личности. Еще выше нас вверх. Вот 4 ступени. Вы увидите это все, когда начнете изучать. Так вот, третья, четвертая ступень – это духовность. Это вот между, знаете, скачок происходит от культуры к духовности. Теперь, чтобы короче сказать, я основное в принципе сказал, так? Формулу я уже говорил. А вот еще раз посмотрите внимательно. Очень эффектная формула. Состояние окружающей среды. Человек приходит, вот числители. Человек, дитя природы, кузнец счастья, созидатель. По природе это наше волшебное, божественное предназначение. Так? А знаменатель – человек практика сегодняшнего дня. Вот это потребитель природы. Вот человек – хозяин природы, амбиция хозяина природы, вооруженный техникой, энергией, ядерной энергией. Это потребитель, разрушитель. Вот надо, оттуда приходит, надо менять хозяина природы, вот эта формула скажет. Надо заниматься человеком. А человеком кто занимается может? Только система воспитания, обучения. Вот оттуда и мы пришли особой экологической миссии образования. Это начало, так сказать. Значит, сегодня самый главный вывод тут написан. Так? Перед человечеством нет более важной задачи, чем изменить потребительские разрушительные отношения человека к природе. Вот это и наша миссия. Экодуховность еще входит слово сохранение природного целомудрия трезвости мозга. Это тоже входит в нашу экодуховность, формулировки. Так, наверное, завершая, что еще забыл основное главное сказать. Значит, в этом году, в общем-то, я принял, в общем, этой темой я занимаюсь с 2008 года по 2012 году кафедрой ЮНЕСКО.
Там есть отзывы и наблюдателей Евросоюза. Это как показательный проект, что надо внедрять в регионах и так далее. В силу сокращения времени я не привожу это. Значит, я приехал, а главной целью в этом году, почти добиться, громко не будем говорить. Значит, вот наши мероприятия, которые вы сегодня начали, первый, вот я потом Чакыря, потом это, такие же мероприятия будут. Это серия мероприятий, мы готовимся к парламентским слушаниям, чтобы защитить инновацию эколого-духовного созидания. Так, значит, 2 числа будет апреля Николая в центре, первого президента имени Темцев, форум, экофорум, посвященный экодуховности. Там придут, или в том числе и вы должны приехать, можете приехать, каждый покажет, что сделал для развития экодуховности, защиты экодуховности. У нас есть яркие примеры на это. Я возьму один простой пример. Вот вчера в Тюнгюрге встретился там, столовая кричали, она мне кричит, Егане говорит, Егане, что-то посмотрела. Анна Петровна, мы не встречались, а заочно она преподаватель математики Якутской кадетской школы. Она сейчас на каникулы так приедет. И увиделись мы впервые, как сказать, вот так, а так-то. И вот она один раз услышала мою лекцию, видеолекцию. Не ту, которую вы сегодня упоминали, другая. Я там рассказываю про это. И она увидела, заинтересовалась и пошла с этой лекцией к своим ученикам. И начала рассказывать и так далее. Это дело закончилось тем, что они сходу провели научную работу. Представляете, это полгода тому назад всего было. То есть она провела опрос, сколько там, и получила 105 вопросов. Там 10 или 12 вопросников сделала об экодуховности. Отправила по сетям, может быть, среди вас получали отвечали. И получила около 105. То есть получилась шикарная научная работа. И один ученик на эту тему защитил, сначала одну степень, и самое главное, вот шаг в будущее называется, да? 1800 участников, конкуренция огромная. И получила сходу диплом 2-й степени. Вот очень яркая работа сейчас проводит Амдин, там особенно следую, советую дружить Павловской средней школы. Там прямо вот на каждом странице у меня проводят уроки по этой теме. Очень шикарно, вы с ними должны дружить. Третья школа, это, конечно, Валентина Семеновна Бельмякова, директор. Наша землячка, она должна была приехать, но сегодня не могла приехать. Это Якутская, городская национальная гимназия имени Киряева. 1400 учащихся. Вот они сходу взяли, тоже внедряют. Так что первые ростки есть. Я сюда приехал, чтобы раскачать свою родную Мандагай. Сразу скажу, это не сразу дается, конечно, понимание. Экодуховность, это, во-первых, это философия экологического выживания. Во-вторых, это образовательная технология. В-третьих, это может быть национальные идеи возрождения. В-четвертых, это парадигма природоцентрическое понимание и так далее. То есть это очень универсальное понятие, глубокое. Поэтому экодуховность очень тяжело воспринимается, но кто понял, там еще это основано на учениях наших Саха. Вот сегодня очень слышал, да. Именно наших учениях Саха основано. Поэтому
это учение отличается еще тем, что это не готовый учебник, просто вот предмет подаете, чтобы читайте и так же рассказывать. Ну просто, так сказать, открывает твой внутренний резерв, внутренние силы. У человека есть внутриядерная сила у нас вся. Это сахалы, кут, сюрбя, да? Сюрбя. Это и есть внутренняя сила человека. И вот эту книгу принесли. Я сейчас сюрбя. Так вот, даже медицинская, вот некоторые народные медики поняли, что экодуховность даже медицине помогает, потому что человек самодеятельный. Вот народная медицина в основном основана на этом. Так, теперь я вам представлю в конце своей книги. Вот про атомное дело. Не смотрите, что это маленькая книга. Так? Она очень емкая, фотоальбом все читает. Вот в том числе вот тут мелькнула вот моя главная награда, вот изображение, медаль «Ядерный щит страны» мне вручили за вклад в развитие атомной отрасли. Я считаю вот эту медаль именно единственной боевой наградой, потому что мы делали оборону ядерную, которая мы же отмечаем сейчас 75 лет, или скоро уже 80 лет победы, а на самом деле мы не день победы отмечаем, а день мира после победы, обеспеченный с помощью вот нашего труда атома. Все носят флаги 9-го, это, конечно, правильно, безымянного полка и так далее. А мы хотим, чтобы поминали и нашу, потому что наши, которые строили до 1978 года ветераны ядерной обороны, их почти не осталось живых. Вот я один из редких. И притом я единственный почти об этом написал. Россия, Росатом поддержал. Поэтому эти книги я вручаю. У меня очень огромная просьба есть. Это не зря вручаю. Да. Значит, из Мандагая 2 человека есть. Имена. Во-первых, ну, я непосредственный участник, именно как технолог, создавший, участвовавший в создании ядерного щита. Я просто-напросто рассказал, вот, делали мы начинкой, чистый уран получали. Если там примеси железа, алюминия, прочее, которые поглощают нейтроны, там 10-миллионная доля происходит, нас наказывали в этом заводе. Эти 20 человек лишают премии и прочее. Потому что если эти элементы пропустишь, ядерная бомба не взорвется, ядерный реактор не сработает. Вот мы это делали, обеспечили. Так, вот это книга, во-первых. Вот здесь в конце духовность есть. Еще я хочу второй его человека, здесь я якутян привез, который вообще военное дело, с Кулаковского начинаю его предупреждение. Вот Иван Михайлович Павлов. Наша последняя встреча здесь. Наши легендарные и учитель, и отец, и прочее, прочее. Но здесь еще вторая легендарная личность есть Иннокентий Егорович Скажуров. Родственники есть или нет? Не знаю, к сожалению. Есть. Он создал Союз Саха Чернобыль, то есть общественные организации, пострадавших от радиационных аварий, облучений и прочее. И он родился в том же году, в 1938-м, в том же селе Мандагае. То есть мы земли, представляете, вот два главных специалиста родились в одной деревне. А деревня это, вот у вас есть сквер Победы. Там далеких маршалов где-то слушали, вы прямо туда готовы, не знаю, что тратится. А вот своих ядерных оборонных, он охранной службе служит. 132
якутских ребят попали в службу, и они попали охрана. Я изнутри работал, а они охраняли меня. Вот так. И вот дело в том, что в 1957 году авария была так. И все это они в радиационной зоне, они убирали прочь, получили огромную дозу облучения. Вернули все больные. Сейчас из них единицы только живы. Это мои ребята. Поэтому я догадываюсь, здесь голова-то есть или нет? Было здесь. Вот я его адрес хотел сказать. Ну, адрес школы скажу. Так, значит, вы, наша просьба, во-первых, вот я передаю вам материал, несколько материалов про нашу ядерную оборону. Так, передаю. Вот такой альбом был, но когда издали, маленький стал. Да. Вот это все для музея. Я еще туда передаю. Вот взял с собой старательно. Значит, здесь, во-первых, вот эта схема моего Куддава. Вот алгоритм 4 ступеней восхождения, ну, работа со студентами и так далее. Вот мои любимцы, вот мы как проводили это духовно сибирской дружбы я организовал в 98 году, до сих пор ежегодно проводится. Вот мои студенты. Вчера выпускница моя Чурапче встретилась, очень такая раз. Вот я проводил 10-летний экопроект Колунко в географическом. Вот мои красавцы в Доме ученых выступают, национальные костюмы. Это 10 лет. Ну, в Чурапче мы выступали. Что-то... Ну ладно. Значит, я это вам передаю. Это моя семья. Кулаковский сказал, единственным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими. Что такое культивизация? Не понимает многие, а проходит это. А культивизация это очень простая. Когда не было у нас вузов в Якутии, в 24-м учебном году впервые 178 ребят отправили учиться в центральные вузы СССР. То есть с помощью великого русского народа овладеваете культурой и образованием. Вот так просто переводится культивизация. И вот культивизация, почему об этом? Про жену Уралочку вот хочу вспомнить. Мы с ней жили 50 лет. Все счастье наше, вот и репка. Счастье, вот подруге покажу. Поближе. Это, ну ладно, это немножко лирики. Вот эта схема. Так, я вам передал, да? Вот эту. Так у меня не успеет, да? Она кавла. А там-то у нас... Она про атомные дела мои. Вот это для музея, про атомные дела. Это моя славная бригада, которых сейчас живых нет, из которых мы строим. Так, вот это я вам отдам. И вот целая публикация серии. Так, книгу отдал, еще не отдал. А еще та книга где? И еще я пока не забыл, вчера меня встретили свечой. Да. А я помощь этого даю вам. Фонарем. Вот. Что еще есть? Мы проводили со студентами, со своими, проводили, я еще другим создателем первого в мире музея Солнца, Валерий Иванович Пенков, великий человек. Его сегодня, к сожалению, нет. Он приезжал 2 раза здесь,
Минкюте даже был мой друг. Мы в этом музее солнца рисовали, объявляли конкурс «Солнце и дети». Этот конкурс рисовали со всех вузов. И этот конкурс мы подводили в Новосибирске, победителей писали в этой книге. Я тоже вручаю. Да, что-то еще я хотел. Папка где? Вот главная книга я еще не вручил. Вот эта книга у меня несколько я принес. Конечно, сегодняшним победителям секции вручайте такие мои книги. Я вам, так сказать, подарю. Эта книга, второй том, вот то первая книга, так сказать, теория, это практика. Потому что я в 21 году, вот 3 года в Якутии прорывную работу провел. И здесь почти стенография работы 22 года, еще немножко данные 23 охватило. Здесь очень много фотографий есть, в том числе Мандагая, это школы есть, деревянных там, где учились. Так что вот такую книгу еще. То вежливее потом для музея я оставляю вот якутская книга, вот я 3 книги издал, вот якутская книга, которую издал, вот тоже пользуется огромным успехом. Это уже еще будет только тут дорогая. Вот книга. А еще я большой буклет делал к юбилею 80 лет. И его вот немножко увеличил специально для музея. Да? Вот еще вручаю газету. Я основатель первого ТОС в 1,5-миллионном городе Новосибирске, Академгородке. Сейчас 150 ТОС работает. И вот они в честь меня опубликовали обо мне статью. И вот тут вначале написали: атомщик как патриот и эколог. В микрорайоне Академгородка Нижняя Стопка многие знают, что здесь живет легендарная личность Иоганн Егорович Максимов. И я вот 10 лет проводил экопроект Ломка. Вот, конечно, вот проспект в меньшем размере я специально увеличил. Вот, как, это пусть в моей родине останется. Так? И моим великим другом был академик Ларионов. Вот мы с ним вот где-то он была фотография. Больше ничего не осталось. Я уже устала ждать. Так, ну в основном все. Вот моя главная, вот это. Фотография по вот так, спасибо. Спасибо, Иоганн Егорович. Завидуем белой завистью коллективу Амгинской средней общеобразовательной школы. Подарков не было, конца подарком.
И уважаемые участники первых максимовских педагогических чтений, продолжаем нашу работу круглого стола. Мы здесь сегодня собрались с одной единственной целью, чтобы поддержать, чтобы продолжить концепцию эко-духовного воспитания подрастающего поколения и со своими конкретными предложениями выступить 2 апреля на базе, то есть село Актемцы, на республиканском форуме «Якутия. Оплот эко-духовного возрождения России и созидания биосферной колыбели жизни на Земле». Вот такой очень интересный форум будет 2 апреля. Организаторами являются Государственное собрание Ильтумен Республики Саха-Якутия, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, Николаев центр библиотека архив первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева и Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. А по итогам вот этого республиканского форума, как я уже говорила, на второй половине дня будет составлена дорожная карта реализации концепции эко-духовного воспитания подрастающего поколения Иоганна Егоровича Максимова. И вот дорожную карту будут защищать модераторы вот этих 4 секций. Первая секция «Эко-духовность и образование», вторая секция «Эко-духовность и бизнес», третья секция «Эко-духовность и государство» и 4-я секция «Эко-духовность и СМИ». От нас ждут наши государственные деятели толковых практических рекомендаций, смелых предложений именно по поводу развития вот этой концепции. И помните, здесь в зале я вижу очень многих знакомых товарищей, с которыми общалась по инновационной работе. Чурапчинский всегда славится своими инноваторскими идеями, всегда шел впереди всей планеты, как говорится, и нам всегда говорили, инновация есть тогда, когда есть какое-то маленькое нарушение закона или общепринятых стандартов, можно так более грубо вот точно так сказать. И со вчерашнего дня Иоганн Егорович говорит о том, что пока есть ФГОС в школах, это не очень хорошо, на его взгляд. Я со вчерашнего дня размышляю над его этим предложением интересным. И сегодня до меня вот немножко дошло, озарение было по поводу федеральных государственных образовательных стандартов. Все мы знаем, что ФГОС – это совокупность 3 требований. Требований к структуре основной образовательной программы – это первое. Второе – требование к условиям реализации основной образовательной программы. И третье требование – это требование к результатам освоения основной образовательной программы. И мысли, идеи Иоганна Егоровича подвели меня сегодня к такой идее, что должно быть какое-то другое требование, которое стоит выше вот этих 3 требований федеральных государственных образовательных стандартов хоть какого поколения. Ну, в данном случае, наверное, 3-го поколения. И вот это будет, наверное, более такое инновационное предложение, я думаю. Ну и по поводу сегодняшнего круглого стола хочется от своего имени, от имени родственников Иоганна Егоровича
Мы возлагаем очень большую надежду на коллектив Амгинской средней общеобразовательной школы, которая имеет свои славные традиции, инновационные традиции, конкретно по экологическому воспитанию, по сетевому образованию. Все это было у вас на очень высоком уровне. Вот эти два проекта вы опережали события на 20 лет вперед, можно так сказать. И хочется услышать мнение участников сегодняшнего круглого стола. И в первую очередь хочется услышать мнение ветерана педагогического труда, наставника, председателя Ассоциации наставников Чороптинского улуса, ведущего методиста управления образования Чороптинского улуса. Как говорится, бывших специалистов, бывших педагогов не бывает. И я очень рада, что именно в год наставника награда достойно нашла своего героя. Пожалуйста, Екатерина Николаевна, ваше мнение. Я говорю всегда, у меня 4 наставника. Это Александра Сапроновна Попова с Орловской школы, Альбина Степановна с Чороптинской гимназии, Ермолаева Екатерина Николаевна с управления образования и Чичигинарова Мария Ивановна с управления образования. Всегда с благодарностью. Уважаемый Иоганн Егорович и участники сегодняшнего конференции педагогического чтения, я действительно сегодня очень рада, что побывала на этом чтении. Извините, волнуюсь, говорю очень плохо, да? Ничего. Действительно, сейчас, в данный момент, у нас очень много проблем. Проблем, как говорится, много, да? Но вот сегодня мы раскрыли очень большую, вот слушали представителей, которые читали свои педагогические чтения, и поняла, что вот у нас проблема экодуховности. Мы очень много говорили об экологии, мы очень много говорили, что беречь природу надо, что все, что нас окружает, это мы должны любить, уважать и так далее. Да? Но мы не останавливались на экодуховности. И вот сегодня Иоганн Егорович раскрыл для меня, лично, может, для вас это нет, раскрыл глаза, что такое экодуховность. Понимаете, действительно, экодуховность – это вот то, что мы с вами все делали эти года, все то, что мы любили Родину, патриотическое воспитание, там культуру возрождали все, да, вот это же как-то входит в эту экодуховность. Но ее надо уже прорабатывать совершенно в новом видении и в новом, как говорится, потребности, понимаете, да? Поэтому спасибо, что сегодня вот меня пригласила Амгинская средняя школа быть экспертом. И я желаю всем вам, участники, дальнейших успехов. И будем мы с вами продвигать вот эту проблему очень сильно. Очень сильно. Понимаете, экодуховность в языке нашем родном. Сахатала и нетала. Экодуховность у нас это беречь природы. И действительно, сегодня Марьяна Алексеевна недавно вспомнила про Тадьяконова. Он очень много занимался экологией. Вам помните, наверное, кто здесь работал, да? Очень хорошо работали. Сетевое взаимодействие было. И сейчас надо опять искра, чтобы у вас, как говорится, искра, чтобы загорелась опять на новые инновационные достижения. Спасибо. Спасибо, Екатерина Николаевна. Вот последние годы Иоганн Егорович часто приезжает на малую родину, и всегда его сопровождает Филиппова Мария Егоровна, тоже человек с нашей Чороптинской устной гимназии. Мария Егоровна человек очень духовный, и, наверное, их взгляды где-то соприкоснулись, и не зря Мария Егоровна, наверное, ходит по пятам, можно говорить, да? Иоганна Егоровича, пожалуйста, Мария Егоровна. Ки ортодойтуга мене акетпе. Каянда
халахалар булуктар, onun bulduğuna bilgi bu. Yagan Егорович kurduk hemlerimizlerde bilgi namakkalıbı. Ona bugünü türde uğa mındağayı onu çıkır. Onun ben bu mındağaylar onu çıkırdı. Bilgi ayınlattı bileliklerim bağırım. Bu iki tuğumuz kayandağını taksıqtaq, ol taksıqtağına bilgi istümüt, izcingmet, sahabız taksır. Biyaga bilginde tılbıdıgar, onlardan problema, omuk bıhıdının var bolup, tuz bolup döngenine öptü. Kalga durar. Bu kalgana bu iki tuğumuz biyaga bölüyor. Bilgi istümütün tutan kalgak bütüne biyagalar var bolup, Вечна халыппын оттон хуок болганы бейгитсан. Туок болот бейдилмай, билдибет. Онанча бара имнақты үлелиямен, бара сүрдәк айымнақтан көппіккет, онан мен бұл үйелек систематыгар тұрапчы луға өрі индеке, ona сайдылақ өрі кайдақ болып бар. Спасибо, Мария Ивановна. Хочется услышать конкретные предложения, которые будут интересны на республиканском форуме также, да. И мы все знаем, что историю делает по сценарии, то есть личности, и благодаря... где Ирина Савична? Благодаря первому директору Черептинской устной гимназии, в Черептинской устной гимназии была возвращена целая плеяда учителей-исследователей. Мы всегда с благодарностью называем имя нашего директора Альбины Степановны. И вот с тех людей, которые проходили ее научную школу, осталась самая верная Ирина Савишна, до сих пор работает в Черептинской гимназии, которая защитила кандидатскую диссертацию в педагогическом институте. И вам слово, Ирина Савишна. Человек, который возглавляет вот уже 28-й год всероссийскую социальную программу «Шаг в будущее». И вот родные лица, всегда радуюсь. Я себя считаю тоже фанатом вот этого движения. Уважаемый Егор Егорович, вы меня помните, наверное, в прошлом году мы общались с вами. Гимназия. Ага, вы отправили свою статью, я просила написать статью о моей тете Соловьевой Марфе Дмитриевне. Книгу получили, да? Книгу получили, да? Библиотека книги. Ага, так, уважаемые участники первых региональных педагогических конференций, поздравляю вас с успешным завершением данной исторической конференции. И благодаря вот энтузиазму Егана Егоровича прошла вот такая масштабная конференция, которая вот, была таким желанием, да, Егана Егоровича. Ага. И мы работали сегодня в качестве эксперта, услышали очень много интересных работ. И слово «экодуховность», да, я экодуховностью столкнулась еще будучи, когда писала вот диссертацию, да, природосообразность, ноосфера, экология, экосистема образования, да, экосистема образования. Вот слово экосистема, она, скажем простыми словами, то, что нас окружает. Это отношения людьми, это наши эмоции, это наши знания, это человеческие отношения, труд, быт, язык. Барта экодуховности. Она тухтыр ханахух. Ага. Денег ханада. Ага. И что я должна сказать? Ага. Поздравляю вас с успешным завершением данных педагогических чтений. И чтобы эта традиция дальше продолжалась, мы всегда готовы, я всегда готова слушать ваши работы и также участвовать, быть активным членом данного движения. Спасибо, Ирина Савична. Людмила Егоровна, человек, который стоял у истоков исследовательского движения школьников в нашем Черептинском улусе.
ведущий учитель русского языка и литературы. И главное, она с этой школы. Людмила Егоровна, пожалуйста, вам слово. Амгинская. Здравствуйте, мои дорогие коллеги. Здравствуйте. Я только что познакомилась сегодня с такой личностью и думаю, на всю жизнь сохраню вот именно воспоминания об этой встрече, которая очень многое дала для меня лично, и я попробую все это передать дальше своим и ученикам, и коллегам. Ну, все уже сказали. Молодцы. Первые участники вот этой конференции педагогической. Мне кажется, как раз вот так вот мы должны встречаться, общаться и очень многое перенимать друг у друга. В этом отношении, конечно, мы благодарим Амгинскую среднюю школу, где я проработала 3 года в свое время. И было очень интересно, были такие личности тоже. Ну и что еще сказать? Ну, всем здоровья, всего хорошего. Так внезапно дали слово, что я совсем... Спасибо, Людмила Егоровна. И радость, когда встречаюсь с первыми экспертами наших научно-практических конференций школьников. И человек тоже очень интересной судьбы, человек очень, и ее знает вся республика. И как раз ваш день настал, кажется, создан департамент по развитию родного языка во главе Федосии Васильевны. И, наверное, учителя родного языка будут на первых планках. Пожалуйста, Фёкла Николаевна Болдовская, учитель якутского языка и литературы Чурапчинской устной гимназии имени Степана Кузьмича Макарова, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, то же самое. Ирина Савишна в этом году, год наставника, тоже была награждена этим высоким званием. Сөтөгүлүтү күнүнен мынтагайлыктактыра аммар тосколатын бары учуталлара Вастаулах Еган Егорович. Бу бүгүнгү событияттан барбыт өйбүдөрүн алдыгар халыден саныйлым. Еган Егорович саха ригер саханы ротор омор бүтүтөтөн аха улахан. Бу кенеттен эрдеттен бу биге олон кобут сүтү солталагын өйдөн эрхе духовностиңе быстан туран олон кобот аянан киллер бите наха солталах. Бу эка духовностиңе кут сүр саха огото сахалы тылланан сахалы өйдөнөн сайдарын бу Еган Егорович бетин үлетигер мен наха чуйдик киллерер. Онуттан бу келүүлетин биги тиһике киллеремит бары ыламмыт, бары предметтерге, бары үлектер хамнаспытыгар эко духовностери бир раздел курдук киллерен үлелайтак битне барта табыллы сайды кели дисанылык би төрөбүн ропутун каяндагы сайдарыктакпыт эко духовностка теренен онна сахарере сайдыда сахарота хайдытатын эко духовнера боллаган куттах сыбдах чөллөх боллаган барыктак боллаган онон басатан туран Еган Егорович школахан мактал онна бары чөйбан тыкыттыры мактал. Я хочу немножко добавить, да, к мыслям Фёклы Николаевны, что вот эта концепция, она будет спасением не только для народа Саха, но и для всех жителей планеты Земля, да, наверное. Спасибо, Фёкла Николаевна. И вот Егана Егоровича уже у нас в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта работает семья Артеменко. И Тарас Григорьевич у нас уже работает 9-й год, Леонida Викторовна уже 5-й год. Они внесли очень большой вклад в дело развития нашего института.
Под руководством Елены Викторовны мы не раз, не одну аккредитацию проходили, поэтому не отдельно, а давайте я вместе, семья Артеменко, и ваше мнение, ваши взгляды по поводу концепции экодуховного развития воспитания. Спасибо большое за предоставленное слово. С Иоганном Егоровичем мы знакомы давно. Проводили вместе конференцию всероссийскую, посвященную данной теме экодуховность. И очень интересная тема, злободневная, потому что нынешняя молодежь нуждается в данной проблеме, то есть имеет данную проблему, духовности. Тем более возрождается данная тема и в воспитательной работе школ. Но что сегодня было для меня открытием, что ваши молодые учителя уже владеют понятиями экодуховности, работают в данном направлении. И очень было радостно, что это уже не первое поколение. То есть каждый молодой педагог, глаз горит и выходит со своим наставником. Это очень хороший показатель, что выращивают благодаря такой концепции экодуховности, выращивают новое поколение педагогов. Воспитать педагога – это большая заслуга. И я очень рада, что в таких небольших, маленьких учебных заведениях так культивируется именно педагогическое мастерство. Было сегодня очень приятно послушать молодых педагогов, зарядиться от них энергией, их творчеством, увидеть даже своих выпускников, которые тоже участвовали сегодня на этом конкурсе. И хочу пожелать долгих лет жизни Иоганну Егоровичу. Вы очень такой духовный наставник всех педагогов не только Амгинского района, а и всей республики. Спасибо вам большое. Спасибо за предоставленное слово. Очень приятно. Хочу сфотографироваться рядом с вами, с медалькой, потому что я фанат Роскосмоса, фанат Росатома. Я подписан там на Телеграм. Это просто фантастика. Космос и атом, преодолевать пространство, и когда там нужно защитить от облучения, это проблема номер один, чтобы лететь в следующей планеты живому организму. Поэтому тут все технологии, телефонные, фотоаппараты, все, что у нас есть, это все... Из-за атомной науки за больное место заделся. Космическая реакция. Чтобы доставать это. Да, и это отдельная часть, конечно, это оборона, это, конечно, действительно большая заслуга. Именно с медалькой, это, если бы не успели мы сделать это средство, то уже были планы бомбить после Хиросимы и Нагасаки нашу страну. Прям был план разработан, и их остановило, что люди успели сделать и продемонстрировать. И это факт, это не фантазия. И один такой тезис, конечно, что первично, всегда мы спорим, в детстве нам говорят, курица, яичко, но есть такое понятие, это не мной изобретено, это уже многотысячное, летнее такое представление, что дух творит формы. Такая короткая фраза, дух творит формы. И если, как такая затравка, вы посмотрите на своем опыте, посмотрите, как специалисты трактуют, то действительно такой целый пласт, который как раз пересекается с этими философскими концепциями Иоганна Егоровича, и оно действительно является таким основанием, стерженьком, на что дальше расти нам. Поэтому действительно духовность — это есть у нас такое сердечко, на которое все остальное нарастает. И ум, и мысли, и кожица, и движение красивое, и культура, это говорит красиво, и научные исследования и так далее. Поэтому большое спасибо, и очень приятно в такой атмосфере с вами, руководству за такой прием, низкий поклон. И успехов вам, большие дела.
Спасибо, Тарас Григорьевич. Перед вами выступил Тарас Григорьевич Артеменко, лучший лектор факультета дополнительного профессионального образования Чураптинского государственного института физической культуры и спорта. По отзывам наших слушателей, из 65 регионов Российской Федерации. Вы понимаете, да? И 3 раза он получил номинацию в конце учебного года «Лучший лектор ФДПО, ФГБО, ВОС-ВИС». И теперь, конечно же, специально самое почетное слово, заключительное слово со своим, наверное, оригинальным предложением. Очень надеюсь на это. Выступает Артемьев Николай Петрович, кандидат педагогических наук. Николай Петрович, пожалуйста, специально для вас вам даю самое последнее ударное ключевое слово. Если есть желающие, конечно, скажите, да? Добрый день. Так, ну, прежде всего, со своего имени поздравляю Ивана Егоровича с первым таким НПК Мандагай. Я был на его конференции года 3 назад, по-моему, Орлах опыта. Записи у меня есть, я их в интернете давно стоит, кто желает, хочет посмотреть, о чем там была речь и так далее. Так, ну, сегодня тоже я с удовольствием приехал, посмотрел, значит, работал экспертом. Так, было все очень хорошо. Так, пользуясь случаем, поздравляю нашу Амгенскую СОЖ с новым зданием. Это я тоже впервые здесь. Вообще-то я вот такие дальние расстояния, что ли, не еду, так? Вот, например, Хаянцетская СОЖ, она когда вводилась-то? Позапрошлом году? Позапрошлом уже, по-моему, да? Я еще ни разу не был случая. Вот ближайшие школы выезжаю, да, а вот туда нет еще. Ну, такие есть. Так, ну, конечно, вот то, что наш Иоганн Егорович занимался атомом, это очень большое, конечно, в свое время очень закрытое дело. В свое время я в школе, я заканчивал Белинскую ШОС в 1973 году, тоже пытался заниматься, скажем, вот этими атомными моделями и так далее, и так далее. Потом в университете тоже учился, на математике тоже пытался заниматься чем-то связанным, но все-таки меня немного дорога направила в ту сторону не атом, а именно вот, как называется в то время популярно известные войны. Вот была дипломная работа, связанная вот с этой темой. Это 79-й год. Так, ну, надо сказать, что с ураном вообще-то мы, якуты, знакомы давно. Ну, я имею в виду со своего рождения, так? Это в основном, конечно, по фильмам. По старым советским добрым фильмам, в котором всегда, значит, пленные работали на добычу урана, может быть, каменоломни и так далее, и так далее. То есть у нас такое представление, что это очень какое-то вот опасное, трудоемкая работа по добыче урана. Но после того, как вот немцы все-таки там создали что-то свое с Аркадий-Фау-2 и так далее, все это как бы потом перешло в наш союз. По-моему, 49 или 48 год они приехали, да, немцы? Человек 200, как мне известно, которые согласились работать на наш союз. Но с тех пор, конечно, вот атомная промышленность у нас начала, ракетостроение начала очень бурно развиваться, видимо. Ну, конечно, Иоганн Егорович был человеком, который
был у истоков, который этой промышленности, возможно, и урана, тоже апатического урана, его расшифрение и так далее. Создание вот этой боеголовки, которая должна была делать паритет с американцами, да, все это было, это все прошло, но я до сегодняшнего дня не знал, что мы достигли уровня американцев в 1978 году. Вот тогда вы сказали, уже количество боеголовок у нас совпало, и дальше мы как бы уже держали основную как бы равновесие в мире. Но это, конечно, очень важное дело. Я рад, что из Якутии, из нашей республики был такой человек, который участвовал, создал, работал в этой сфере и который достиг своего успеха в этом деле. Ну, я, конечно, знаком есть с другими людьми, так? Ну, я имею в виду, вот, например, очень популярный, значит, в интернете сейчас ученый из Острецов, может быть, вы как-то с ним сталкивались, были большие атомщики, которые тоже вот иногда печатают, иногда выводят интервью и так далее дают. Ну, то есть пытаясь как бы не пропустить некоторые, ну, то есть какие-то состыковать и так далее. Так, ну, еще раз поздравляю вас с этим первым максимальным чтением на родной земле и желаю вам дальнейших успехов и здоровья. Спасибо, Николай Петрович. Спасибо. Итак, мы завершаем. Если есть желающие выступить, тогда мы переходим к самой волнительной минуте награждения победителей по секциям. Значит, выходит наша первая секция, наша же. Екатерина Николаевна. Итак, пожалуйста, эксперты все выходят, вручают награды, и если есть конкретно предложение в рекомендациях первых макаровских педагогических, максимовских педагогических чтений о кругозаречье, то, пожалуйста, вот это должны озвучить. Екатерина Николаевна? Дипломом третьей степени награждается Ксенофонтова Чемелина Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения Чегырская средняя общеобразовательная школа. Также дипломом третьей степени награждается Игнатьева Лилия Николаевна, учитель технологии муниципального бюджетного образовательного учреждения Анкинская средняя образовательная школа имени Романа Константинова. Дипломом второй степени награждается Протодьяконова Варвара Юрьевна, учитель Волковинской средней общеобразовательной школы имени Николая Дмитриевича Сухорусского. Дипломом второй степени награждается Савина Лидия Петровна, учитель истории муниципального бюджетного образовательного учреждения
Хаданская средняя образовательная школа имени Клегонтова. И кто же победитель? У победителя в нашей секции очень много награды. Это и диплом первой степени за подписью начальника управления образования муниципального образования Чурактинский УЛУС-район, директора Амгинской средней общеобразовательной школы, директора, диплом победителя региональных максимовских педагогических чтений с подписью ректора Чурактинского государственного института физической культуры и спорта, сертификат на бесплатную публикацию научных статей в сборнике 8-й Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура, спорт, наука и образование» и сертификат на прохождение курсов повышения квалификации в Российской Федерации выдается Савиной Анне Егоровне, учителю английского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения Чурактинская средняя образовательная школа имени Семена Андреевича Новгородова. Это приз Чурактинского института. Егор Егорович, пожалуйста. Приз от автора. И звезды нашей первой секции общее фотографирование с Еганом Егоровичем Максимовым. Аплодисменты героям первой секции. Спасибо. Это будет очень историческая фотография, которая украсит ваше портфолио, я уверена, и в рекомендациях первых педагогических максимовских чтений округа Заречья мы вносим предложение проводить вот эти региональные максимовские чтения, систематически, каждый год и через сколько-то лет, пускай решает сама школа, посоветуйтесь со своим родным управлением образования. Чурактинский институт всегда будет поддерживать вот эту инициативу вашу. Вот это наше конкретное предложение. И вот эти учителя, которые вышли на сцену, мы им устно передаем миссию почетного выступления на первом республиканском форуме Якутия, оплот эко-духовного возрождения России и созидания биосферной колыбели жизни на земле 2 апреля в село Актемцы. Но конкретными какими-то предложениями. Уважаемые учредители Ираида Григорьевна, Николай Петрович, Виктория Ивановна, передайте администрации вот этих школ о том, что они получили путевку на выступление на этом республиканском форуме. Вот такие 2 предложения. Все, спасибо. И продолжаем. Для оглашения
во второй секции, 6 и 7 секции на сцену приглашаю Николая Петровича Артемьева. Так, где мои, пожалуйста, на сцену тоже. Сверху мои эксперты. Так, ну, надо сказать, у нас было как бы 3 секции. Вначале было 2 секции, потом после обеда еще 1 секция, 3 секции. То есть получилось достаточно так плотная работа, так скажем. Так, ну, надо сказать, что доклады были содержательные. Хотя их количество было небольшим, но качество было достаточно хорошее для того, чтобы приблизиться к тем канонам, которые будут 2 апреля. Так, ну что, значит, мы дали диплом 3-й степени детскому саду ММ Сергеевой Анне Михайловне Артемьевой Надежде Николаевне. Также дипломом 3-й степени награждается Захарова Евдокия Николаевна, Кривошапкина Сахая Михайловна, учителя Волтагинской СОЖ. Дипломом 2-й степени награждается Сарагулар Александр Айжиович, учитель биологии и химии Английской средней общеобразовательной школы. Диплом 2-й степени. Диплом 1-й степени награждаются Монастырева Сардана Петровна, Лаврентьева Нюркуяна Андреевна, учителя начальных классов Боу-Тюлёйская средняя общеобразовательная школа. Дипломом 2-й степени награждается Ячковская Клавдия Андреевна, Римская
степени награждаются Камбеева Айталина Станиславовна, Сивцева Надежда Васильевна, учителя русского языка и литературы Амгинской средней общеобразовательной школы. Они еще награждаются сертификатом на прохождение курсов повышения квалификации. Поздравляем! Для истории он делает будет хвастаться же. Раз, два. Анна, на первый. Так, Еще есть. Еще одно первое место будет, не уходите. Итак, дипломом первой степени награждается Оконешникова и Дорогунова, учителя Черовчинской гимназии имени Макарова. А также от Черовчинского государственного института физической культуры и спорта награждается сертификатом на бесплатную публикацию научных статей в сборнике 8-й Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура, спорт, наука и образование». Также мы вот это презентируем. Я так поняла, что вы всех приглашаете на форум, да? Хорошо. А то у нас был один президент. Тümüge taharargar Ирина Савична Соловьева микрофонну туттарабын. И Тарасу Григорьевичу Артемову. Ага, Мария Егоровна Филиппова. Позвольте огласить результаты работы секции научное краеведение и охрана физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Так, диплом третьей степени награждается Эрматова Альбина Егоровна, учитель истории МБО «Английская СОЖ». Вручается приз «Большой толковый словарь якутского языка». Дипломом второй степени награждается Адамова Татьяна Афанасьевна, Гураева Наталья Егоровна, педагоги МБО «Тулейская СОЖ».
приглашаются Евсеева Лена Александровна, воспитатель детского сада «Мы». И также подарки. Так, по решению экспертного совета двух секций, да, объединенных, абсолютным победителем становится Флегонтова Анна Александровна, воспитатель детского сада Кулича, село Черча, и ей вручается сертификат на бесплатную публикацию научных статей в сборнике 8-й Всероссийской журналистской конференции. Раз. Budi pada betul. Betul, mana makan tu? Так, дипломом третьей степени награждается Филиппова Марина Николаевна, учитель истории и обществознания Черчинской гимназии. Дипломом второй степени награждается Борисова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования МБОУ Амгинская СОЖ. Сертификатом на прохождение курса повышения квалификации в Российской Федерации выдается Захаровой Евдокии Дмитриевне, учителю истории МБОУ Турецкая СОЖ, и также вручается и диплом первой степени. Раз, два, три. Спасибо всем. На этом завершается. Еган Егорович хочет сказать, уважаемые участники. Виктория Ивановна, я забыл еще передать. Это я передаю портрет моего великого друга Валерия Ивановича Лепенкова, основателя первого в мире музея Солнца, который посетил Мандагай и который благословляет Римский столб. И второе передаю тоже о моем большом друге, академике Владимире Петровиче Ларионове.
Вот здесь 3 фотографии. Космонавт, атомщик и академик. То есть представители 3 миров ФСБО. Так. Saya pernah mau mandi ya. Разнообразие картошки. Gündü yolcular, ekspertler, Еган Егорович, doğru günler, ügüsüneler, bu bastaki Maksimovskay, pedagogический ağırlar edenge tümüklenmişlerinden, onunla ürdük tahımına ıtıllıklarından bastadan duran gündü yolcu budigar Еган Егоровичка, o vasıtabullah ekspertler budigar, Олог оскола коллективын атыттан дирек мақталбын дедім. Бүгінгі түні ағылар бұд секция кандидаттар. Кырата республика білдер ұшыталдар. Хубу көрдік тағымнақ ағы арағата биремек болу дейін. Да. Хеті көрдік өрдік тағымнақ печтенеға барып күттіні бұқытынан бес телеспектері, кайылақтары, сөдігін, итейістен ағды olur. Onda улақан қалайақшылар өрдік тағындағы эксперттер әппік әкейлерін, замечанияларын көндіріңгі дөсі ендігетін өлағатын тұпсаран чөшуен ең, onda бұл өлелергінің қаянлағаны олыққа келдерін үйдер үтчан жону иетерге, үйертерге туғыламын өлағын өрдік тағарылақ болуқтын. Әнеден әдет тұрамын, обастығылақ бейге ұлжыпытығар, тұмыстығар кейбітігер, Еган Егорович, иеға өсі да оң сылдары бағаран тұран дұрмобияны жөл тұрғы әтенге болуыны бағаран тұран оскола атыттан мақтал сұрықпын, онына семей бәләқпен тұтарарбын көңілер. Төрәбіт дойдың гербеден, бұл гербенеттің бігеге бір дойдылақ бұд, Сақа Республиканың народных құдығынығы Александра Суралжыма оңыр бұд бұл гербеден, бұл манытын бігеге оғылар бұд, ұжудалар бұд, ұста нұраннан жүзуен оңырдылар, бұл маны жеғат кейдәқіне ұрынан жаңын дойдығын ағынақына көрер. Онда тұттарабы тұттын оскола бұл сетихелерді бүкілеті. Тұқтақ егені көріш. Онда оларына бұл қабыстана тағыз оскола белетін сувенері. Бұл бесінде осколдар маңыз ұрына ден бәләқ дейбет. Ондан антағатар кейдәқтіме әме дойдығын қанадақына бұл маңына кытын Богоровскай оттох набор оңор бупут бу манна төнеме дойдугун агыннахына сыттахары берген беле. Оттон дойдун агыттан метен чай херге витаминнер набор. Сепче бүгүнгү бу бастагы педагогический агылар сидийлактик түмүктеминен улустагы өрө управлениятын адыттан бука бары кыттыны ылбыт биги педагогтар бытыгар обастабыллах эксперттар бытыгар онна амма орто осколатын коллективыгар улустагы өрө управлениятын адыттан ити истин макталбытын жердебит. Biz
Манабыт эһиги бэйагыт опыкытын келен кепсен, билсиһиннерен, бэйбэҕитин билсен барбыкытыгар, онноттон бу үлэҕат хамнаскыт өссө салгыы сайдан силигилэн, чечилэн истин, бука баргытыгар ситиһилери бағарабыт. Онна табылах Иоганн Егоровичка кескиллэх мындыр инникини өтө көрөр дерин толкуйдах айынялах улағатыгар мақтанан туран үгүс батыхаатчылары ситиһилери саха тиитмаханы чергал доробияны же кергеңер жолу соргуну бағара биттен чурапчы улуғын юрян салататын начальнига Юрий Павлович Посельской либаттахына агадде онна сорукпутун дерин ытык табылы мақталы кытта Иоганн Егоровичка туттарабын көмүлдер. Атын өссө түгіл бары кытаачыларга мақтанан туран мен билигин белегепин бағарабын биһиги убаста боллах эксперттерді. Мақта хуруптустарыпын бағарабын убаста боллах Екатерина Николаевна. Мақтау сурук туттарылдар Николай Петровичка. Благодарственное письмо вручается Елене Викторовне. Людмиле Егоровне. Марии Егоровне. Надежде Никитичне. Тарасу Григорьевичу. Ирине Савичне. Фёкле Николаевне. Марианне Алексеевне нашей огромное спасибо. Александру Дмитриевичу. И Ираиде Григорьевне. Kyrie